Приветствуем вас, друзья! Это YouTube-канал Gagauzy Media. И наш новый проект Freedom Life. Freedom – это свобода. Мы начинаем проект, где слово действительно свободно. Где мнения сталкиваются, чтобы рождалась истина. Здесь нет сценариев и готовых ответов. Здесь право быть услышанным есть у каждого. Здесь мы говорим честно, открыто. Здесь мы обсуждаем то, о чем молчать нельзя. Ток-шоу Freedom Life и мы его ведущие Сергей Арнаут и Екатерина Жекова. Сегодня в нашей студии 20 участников нашего первого ток-шоу. Каждому из вас мы хотим сказать спасибо. У каждого из вас сегодня будет возможность высказать свое мнение, дать реплику. Ну, конечно, если вы этого захотите. Сергей, самое время представить тему и наших экспертов. Екатерина Федоровна, я предлагаю объявить тему, но вы уже представите наших экспертов. Окей. Тема нашего сегодняшнего ток-шоу – общественная кампания ГРТ «От свободного по духу до захваченного по сути». Что дальше? И эту тему мы хотим обсудить, как уже сказал Сергей, с каждым участником этой студии, но у нас есть два эксперта, я с радостью их представляю и заранее благодарим за то, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Петру Маковей, эксперт в медиа, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Республики Молдова. И господин Ион Бундуки, рады вас видеть, медиа-эксперт, исполнительный директор Ассоциации электронной прессы. Добро пожаловать и... Спасибо за приглашение. Также в нашей студии сегодня Руслан Михалевский, член Совета по телевидению и радио Республики Молдова. Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии. Оксана Кихаял, продюсер радио Молдова «Камрад». Денис Пынтя, экс-председатель наблюдательного совета ГРТ. Елена Карамид, экс-депутат Народного собрания Гагаузии. Елена Чулак, журналист радио Молдова «Камрад». Кирилл Железов, гражданский активист. Ната Кирилловская, гражданский активист. Дмитрий Янул, председатель сельского совета села Чишмикёй. Надежда Грек, советник сельского совета села Авдарма. Инна Янул, представитель НПО. Анастасия Сырбу, студентка КГУ. Анастасия Кирилловская, журналист Молдова Либера. Лидия Греца, председатель общественности. Ната Чеботарь, журналист, публицист, гражданский активист и, главное, Ната, наш ассистент-информатор этого ток-шоу. Да. Приглашены в студию, но не пришли. Ирина Дрангос, председатель наблюдательного совета ГРТ, не ответила на сообщение приглашения. Валентина Короляк, главный редактор ГРТ. Ну и надо сказать, что вроде принял первоначально наше приглашение депутат Народного собрания Гагаузии, который возглавляет комиссию, Александр Дюльгер, который возглавляет комиссию по СМИ, но вчера сообщил о том, что, к сожалению, он участвовать в нашей дискуссии не может. Ну и прежде чем начать нашу дискуссию, как мы уже сказали, Ната Чеботарь, наш эксперт, помощник здесь, и такое введение в тему от Ната Чеботарь. Здравствуйте, гости, очень рада вас видеть здесь. Не столько для присутствующих в этой студии, сколько для наших телезрителей. Небольшая справка о том, что такое ГРТ вообще, когда оно появилось и принципы работы этого вещательного органа. Значит, прежде всего хочу сказать, что, конечно, очень жаль, что у нас в студии сегодня не присутствует никого из этой телекомпании, потому что мы сами выступаем за принципы правильной журналистики и хотели бы, чтобы все имели право высказаться здесь и сейчас, включая и сотрудников ГРТ, но имеем то, что имеем, к сожалению, вот будем обсуждать их без них. Что такое ГРТ? ГРТ – это общественная телерадиокомпания, которая осуществляет свою деятельность на основе законов о телевидении и радио Республики Молдова, а также о телевидении и радио Гагаузии. Объединенная телерадиокомпания ГРТ существовала с 2000 года до разгосударствления компании, придания статуса общественной компании. Произошло одновременно с принятием парламентом Республики Молдова закона о телевидении и радио Молдовы. И таким образом в Молдове появилась общественная телерадиокомпания «Телерадио Молдова», а в Гагаузии с 2007 года решением
Народного собрания была ликвидирована государственная телерадиокомпания и учреждена 29 октября 2007 года учреждена общественная телерадиокомпания, ту, которую мы сегодня знаем как ГРТ, Гагаузия радио-телевизионную. Надо отметить, что за все годы существования этого органа, за влияние над этим каналом боролись и исполком, и Народное собрание. Это можно понять, потому что искушение велико, когда у тебя в руках такой мощный медийный орган, и сложно отказать себе в удовольствии поманипулировать публикой, тем более, что у них, я думаю, не было конкурентов, и, к сожалению, нет конкурентов и сейчас. В этом большая проблема, большая беда для гагаузского общества, я считаю. Что произошло в 2007 году? Исполком перестал быть учредителем ГРТ, учредительство перешло к Народному собранию. Главным и самым ответственным органом с момента переучреждения, придания общественного статуса стал наблюдательный совет ГРТ, который избирался Народным собранием Гагаузии из 9 человек. Кто такие эти 9 человек? Это могли быть любые люди, живущие в Гагаузии, они могли представлять разные сферы деятельности, быть представителями любых профессий. Единственное, они могли быть даже безработными, быть просто представителями гражданского общества, но единственное главное правило для них всех было не иметь никакого отношения с государственными органами и не представлять госструктуры. В свою очередь, наблюдательный совет выбирал себе председателя и секретаря. Это человек, который получал зарплату из бюджета ГРТ, и остальные члены получали разовые выплаты за каждое проведенное заседание. Что такое статус общественного телевидения и радио, как мы его понимаем, люди, которые работают в журналистике? То есть фактически переучреждение должно было вывести НСГ из-под влияния политических сил и сделать его свободным. И компания должна была начать работать по принципам журналистики, то есть соблюдать плюрализм мнений, обеспечивать свободу слова, избегать политической ангажированности, не допускать однобокого освещения событий, то есть соблюдать всегда во всем баланс, предоставлять разные точки зрения. Самое главное, они должны были производить и на телевидении, и на радио разнообразный, качественный контент для своей аудитории и, согласно закону, не менее 75% передач выпускать на гагаузском языке. Что по поводу того, как власть в Гагаузии боролась за влияние на издательскую политику ГРТ, можно говорить много, можно не говорить ничего, потому что все мы были этому свидетелями. То есть, например, со времен башканства Ирины Блах мы были свидетелями того, как ГРТ с большой радостью, я думаю, с большим даже пиететом продвигала политику Башкана. И возражений, особенно критических каких-то передач, мы там не наблюдали. Если кто-то наблюдал, можете меня поправить. Но то, что произошло с этой компанией, общественной компанией, в 2023 году вообще вышло из ряда вон. То есть с того момента, как Гагаузия оказалась захваченной беглым преступником, а я считаю, что регион у нас захвачен беглым преступником с тех пор, как исполком и Народное собрание оказались под влиянием Илона Шура, осужденного человека, имеющего уголовный срок, скрывающегося от молдавского правосудия, то есть человека с преступным статусом, который он, кстати, до сих пор не оспорил, хотя я точно помню, я работаю в гагаузской журналистике уже немало лет. Я помню, что одним из его заявлений было, приходя в Гагаузию, что он оспорит свой статус преступника и докажет всем, что он невиновен, что его осудили незаконно. Я думаю, что если бы он это сделал сначала, перед тем, как приходить в Гагаузию, это было бы честно. Все, что происходит с того момента, как Шор получил свой уголовный срок и захватил регион, все это выбивается из рамок закона, и все, что происходит на захваченном им телерадио Гагаузии, тоже нарушает фактически закон.
Самое печальное, самое возмутительное, наверное, это то, что все это происходит за наши с вами деньги. То есть за деньги гагаузских налогоплательщиков, потому что, являясь общественной компанией, ГРТ получает финансирование из бюджета Гагаузии, который не такой уж и большой, чтобы оплачивать такое дорогое удовольствие, потому что с 23 года, в ту пору, кстати, председателем наблюдательного совета был Михаил Влах, небезызвестный, все его прекрасно знаете. У каждого к нему может быть свое отношение. Я до сих пор не знаю, кто этот человек, журналист, советник Башканова СМИ, общественный деятель, я не знаю. Возможно, если бы он был здесь, у меня было бы к нему много вопросов. Вот, с 23 года так получилось, что Михаил Влах, ну, как будто можно сказать, что преподнес Илону Шору ГРТ на блюдечке с голубой каемочкой, то есть мы перестали вообще видеть каких-либо критических высказываний в эфире телевидения и радио. Чем ознаменован приход Шора в Гагаузию? Тем, что перестало быть открытым телевидение, ну, кстати, перестало по чуть-чуть быть открытым еще со времен Ирины Влах, но с приходом Шора здесь, можно сказать, установилась диктатура на телевидении, на радио. То есть мы не видим оппозиционных голосов на ГРТ, мы не видим примаров, которые имеют отличную от исполкома или от Народного собрания мнения, мы не видим на ГРТ общественных деятелей, которые хотят чем-то возразить, мы не видим представителей оппозиции, скажем так, хотя я не очень уверена, что в Гагаузии, в принципе, есть оппозиция, наверное, кроме тех, кто присутствует здесь. Может быть, есть такие люди, но я с ними не знакома, которые могли бы прийти на ГРТ и заявить о том, что не вся Гагаузия согласна с тем, что происходит, не вся Гагаузия согласна с тем, что Шор захватил регион, и мы своими силами пытаемся как-то с этим бороться. Мы прекрасно помним тот случай, когда присутствующий здесь Александр Тарнавский был на эфире в ГРТ, и его речь не только, возможно, попала в эфир, но в усеченном виде, да, если я правильно помню. То есть это еще и цензура за наши с вами деньги. Деньги, кстати, не маленькие. Планомерный бюджет ГРТ увеличивался с 2019 года, начиная от 5 миллионов леев. В текущем году они получали 10,5 миллионов леев, а на 2026 год в бюджете региона запланировано почти 11, да, 10,9. Вот, это все оплачиваем мы с вами, налогоплательщики Гагаузии. Вся эта политика, которую ведет ГРТ, возможно, кажется, что она никем не замечаема, но это не так. Помимо того, что гражданское общество на это реагирует и возмущается в социальных сетях или в разговорах между собой, эксперты это замечают, мы еще знаем о том, что ГРТ стала фигурантом санкционных действий со стороны Совета по аудиовизуалу. Это как раз-таки связано с теми многочисленными нарушениями, которые они допускали как раз-таки с 2023 года, с тех пор, как пришел сюда Шор. И если я не ошибаюсь, то общая сумма штрафов за 2 года составляет почти 500 000 леев, то есть где-то порядка 600 тысяч. А только за 2025 год общая сумма штрафов составляет 234 тысячи леев. То есть это не маленькие деньги для маленькой Гагаузии. И это все происходит безнаказанно. Почему я говорю безнаказанно? Потому что наблюдательный совет на это никак не реагирует. Народное собрание, которое должно контролировать наблюдательный совет, на это тоже никак не реагирует. То есть деньги расходуются как-то на их усмотрение, мы за все это платим. А большим, самым главным бенефициаром, естественно, является беглый вор, который где-то сидит и руководит процессами, происходящими на нашем общественном телевидении. И вишенка на торте, естественно, о которой нельзя было не сказать, беспрецедентный случай в истории молдавской журналистики. В октябре 2025 года ГРТ стала единственной, первой, к сожалению, Гагаузия отметила здесь со знаком минус, единственной компанией, которая была исключена из списка медиаорганизаций, подписавших главный кодекс деонтологии профессии журналиста Республики Молдова. И вот таким образом это стало как бы, наверное, точкой в той позорной ситуации, в которой находимся мы, поскольку Гагаузия – это и мы тоже. Это и те люди, которые не согласны с той политикой, которая вещается на ГРТ. И вот об этом давайте мы сегодня с вами поговорим.
Спасибо большое, Наталья. Такая была задумка, и мне кажется, Наталья очень подробно рассказала о главных, может быть, этапах или о главных вещах, которых надо знать, прежде чем приступать к обсуждению этой темы. Ну и для того, чтобы запустить все же дискуссию, я хотела бы попросить двух экспертов и господина Михайлевского ответить на вот один такой вопрос. Каждого из вас очень коротко, но дать ответ на этот вопрос. Вот тему Сергей озвучил. Гагаузия радио и телевизионно от захваченного по духу, от свободного по духу до захваченного по сути. Да. Скажите, пожалуйста, а что значит свободное по духу телевидение и радио? Господин Маковей, начнем с вас. Ну, это основополагающий принцип, на котором существует журналистика, потому что журналистика, по большому счету, это и есть, это свободное выражение мнений, основанные на фактах. Что касается публичных средств массовой информации, это могут быть телевидение, радио, газеты и так далее, это как раз трибуна для того, чтобы любой гражданин, и люди могут иметь абсолютно разные точки зрения, имел доступ к этим платформам и смог высказываться. Относительно ГРТ, к сожалению, этот принцип свободы по духу, он исчез вместе с той ситуацией, о которой рассказывала ранее Наталья. Я даже считаю, что это случилось немного раньше, чем 2023 год. Эта свобода духа, она исчезла, к сожалению. Просто-напросто тот факт, что политические лидеры или люди, которые, местные политики, которые прислуживают некоторым группировкам, они позволили этому состояться. Они позволили тому, чтобы на ГРТ исчез дух свободы, к сожалению. Господин Бундуки. Любая редакция, в том числе, или тем более ГРТ, стать свободной, если должна ходить с протянутой рукой за бюджетом. Дело в том, что политики появились хронологически чуть раньше, чем журналисты. Поэтому они хитрее, они создали для себя много механизмов воздействия, в том числе на журналистов. И если, в том числе, закон Гагаузии 2016 года о телевидении и радио, если говорить, что ГРТ действует свободно, но бюджет будет тот, который захочет народное собрание, откуда возьмется эта свобода? И естественно, что Народное собрание учредитель ГРТ. Задумалось ли Народное собрание, как выглядит ГРТ? И не пора ли стыдно быть Народному собранию, что учредило вот такой организм? И как сделать по-другому? Было много рекомендаций и есть много хорошего опыта. Захотят ли политики сделать это? Скорее всего, нет, пока не будет народного давления. Пока мы не поймем, что в принципе ГРТ существует на деньги каждого налогоплательщика Гагаузии. И если это деньги всех, но эти деньги тратятся только для группы людей, давайте назовем вещи своими именами, это коррупция, или это вид коррупции. Потому что берем деньги у всех, но тратим их только в угоду кого-то. И если мы поймем, что за мои деньги ГРТ делает кому-то черный, белый, серый пиар, тогда я должен возмутиться и должен требовать, чтобы там изменились дела. До тех пор, сколько прошло уже, мы видим, что учредитель не смог создать нормальное общественное радиотелевидение. Не смог, это означает, что надо делать что-то другое. Что-то другое – это, на мой взгляд, народное давление. Когда мы будем осознавать, что наши деньги, мы своими деньгами как бы создаем коррупцию,
тогда будем возмущаться по-настоящему. Ну а какой выход из этой ситуации вы видите? Мы очень давно доказали, что закон плохой, если он не указывает точно по закону, как надо финансировать телерадио, Гагаузии. Если там нету, тогда у политиков появляется очень много рычагов давления. Если не будешь говорить то, что я тебе скажу, не будет у тебя... Каждый год бюджет не будет увеличиваться. Не то, что не будет увеличиваться. Дело в том, что, если вы помните, закон 2016 года был создан для того, чтобы смогли обезглавить ГРТ. Эта цель была у этого закона. В нормальных обществах любой закон должен гармонизировать социальные отношения или отношения между людьми. Господин Бундуки, да. Вы напомнили про 2016 год. У нас есть сюжет, мы его посмотрим, но я хотела бы, чтобы о свободном по духу телевидении высказался и Руслан Михалевский. Что это такое, свободное по духу? Вы знаете, почему я задаю этот вопрос? Потому что рядовым жителям, которые являются налогоплательщиками и оплачивают это телевидение, они должны сначала понять, что это за радио и телевидение. Оно не частное, оно не принадлежит одной ветви власти, какая сильнее оказалась в борьбе между вторым и третьим этажами. Ответьте, пожалуйста, ваше видение, что это такое, свободное по духу? Я думаю, что среди ваших зрителей достаточно много людей, которые, может быть, не очень хорошо разбираются в медийной тематике. Я люблю аналогии. Я проведу аналогию с автобусом, который купили для города или для села на общественные деньги. Предполагается, что он должен возить всех пассажиров, детей, пенсионеров и так далее. Но этот автобус вдруг, оказывается, на него навесили колонки, мегафоны, повесили плакат партии и возят по городу и продвигают местного руководителя или политика. Та же история происходит с общественным вещателем. Мы в своей деятельности, Совет по телевидению и радио, мы основываемся на законе. Есть закон, основной закон в области аудиовизуальных медиа, он называется Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, ему уже 6 лет, есть 31 статья в нем, которая называется «Миссия общественных вещателей» или общественных поставщиков медиауслуг. Там есть несколько важных пунктов, которые очень просто описывают, что должен и каким должен быть свободный общественный вещатель. В частности, он должен способствовать общественному единению. Он не должен продвигать разъединяющую риторику. Он должен информировать добросовестно, исчерпывающе, объективно, представляя различные точки зрения. Он должен поощрять плюрализм, и он находится под общественным контролем. Есть еще несколько важных пунктов в этом списке, но это как бы основные. Это основные индикаторы, которые указывают, идет по правильному пути общественный вещатель или нет. Господин Бундуки говорил о том, что важно иметь финансирование, стабильное и не зависящее от политических факторов. Я добавил бы в этот список еще и умение журналистов, менеджмента любого медиа, и особенно публичного вещателя, дистанцироваться от местных политиков. Я думаю, что очень важный фактор. Это... Наиважнейший. Да, это неумение соблюдать дистанцию. И вот я сам почти 20 лет проработал журналистом и редактором в региональном медиа в городе Бельцы. И я знаю, такая болячка есть у региональных медиа, это они очень близко к местной власти. Они как-то не умеют дистанцироваться от этого. Это привычка, скажем так, прислуживать, или люди не замечают, как это превращается в привычку прислуживать. Но это очень плохая привычка, которая ведет к деформации, профессиональной деформации. Человек просто не замечает, когда он уже не способен как-то критически осмысливать, задавать неудобные вопросы и так далее. Очень важный критерий, кроме того, что должно быть стабильное и полное и нормальное финансирование общественного вещателя, это менеджмент, это управление, потому что
коллега говорила о санкциях, да, которые выносил Совет по телевидению и радио. Идет речь о сотнях тысяч леев за последние 2 года. Более 20 санкций в отношении ГРТ. ГРТ – это первая организация медийная в Республике Молдова, которая получила штраф, наказание по статье о дезинформации. Первая медийная организация. Да. Это была премьера, когда ГРТ, да, было еще одно медиа. А какой размер штрафа, простите? Если не ошибаюсь, было 60 тысяч леев размер штрафа составил тогда. И это очень огорчает, что именно публичный вещатель региональный оказался в ситуации, когда он получил это наказание. Во время того мониторинга, который выявил очень серьезные проблемы с тем, как ГРТ информирует людей, очень важный и опасный момент – это то, что общественный вещатель становится трибуной для разделяющей риторики. Это то, что прямо противоречит миссии общественного вещателя. Именно это мы и видим в действительности. Очень жаль, что здесь нету представителей ГРТ. Было бы правильно и хорошо, чтобы они высказали свою точку зрения, но это не единственное. Если мы проанализируем вообще количество санкций или их структуру, то большая часть, кроме дезинформации, основная часть приходится на статью о достоверном информировании. Это базовая часть. Есть какие-то более мелкие вещи, но это именно то, что касается добросовестного информирования, предоставления всех точек зрения и так далее. Я не могу сказать, что на ГРТ отсутствуют альтернативные точки зрения, но это не должно превращаться в имитацию. Я приведу один случай из наших мониторингов, на который я обратил внимание. Обсуждалась, если не ошибаюсь, в программе, тоже в форме дебатов, обсуждается тема парка Гагаузия-Ленд. Был приглашен пресс-секретарь правительства господин Даниил Воде и еще, если не ошибаюсь, 4 участника, которые все были представлены как общественные активисты. Я знаю, Гагаузии очень любят этот термин, но вопрос в том, и за это отдельная была санкция в отношении ГРТ, что на самом деле эти люди были политическими активистами. То есть 4 на 1. И они представляли не разные политические силы, они были в той или иной мере аффилированы политическим силам, то есть вы имеете в виду, с какой целью ГРТ устраивает такую передачу? Да, это, понимаете, как очень четко видно, когда журналист или ведущий ток-шоу, он стремится реально к какому-то балансу мнений. Он искренне хочет, чтобы в его программе были представлены разные точки зрения. Но я себе не могу представить ситуацию, когда на уважающем себя телеканале пригласили бы в эфир людей, фактически связанных с одной и той же политической силой. Для того, я вот только догадываюсь, с какой целью это было сделано, но получилась имитация разговора. Господин Воде, он опытный коммуникатор, пресс-секретарь, он справлялся, но это просто несправедливо, это нечестно по отношению к... Да, возвращаясь к вашему вопросу, да, есть важные факторы. Это дистанцирование, исключение политического фактора из деятельности. Ну и хотелось бы сказать, что все штрафы оплачиваются из бюджета компании. Безусловно, потому что бюджет компании, как вы сказали, формируется из денег налогоплательщиков. А, собственно говоря, мы почему приняли решение с нашей командой эту тему поднять и об этом поговорить? Потому что, как сказал правильно господин Бундуки, во-первых, это деньги налогоплательщиков, да? А во-вторых, как четко, на мой взгляд, подметил господин Маковей, общественное телевидение и радио создано для того, чтобы быть рупором народа и для того, чтобы беспристрастно, объективно, без всяких предпочтений, а совершенно плюралистически были предоставлены разные точки зрения. Тогда, если бы ГРТ именно так работало, тогда, возможно, сегодня... То, о чем говорил господин Бундуки, народное недовольство, оно появилось бы. Но так как людям из эфира ГРТ не давали уже много лет подряд возможности слышать разные точки зрения, и что очень важно, крайне важно, критические точки зрения. Потому что если мы не смотрим на все, что происходит вокруг нас критически, мы как общество, то вряд ли у нас есть возможность развиваться.
Поэтому сейчас я хотела бы, вы напомнили про 2016 год, и вы сказали, что тогда принятие этого закона, на самом деле он был принят в марте 2016 года, принятие этого закона нужно было для того, чтобы сменить руководство. Давайте посмотрим, как это проходило, в какой атмосфере, а затем поговорим. Ну а мы нашим зрителям говорим, что, друзья, это ток-шоу Freedom Live, подписывайтесь на наш канал Gagauzy Media, ставьте лайки, если эта дискуссия вам нравится, и предложите друзьям подписаться, пусть нас будет больше. У нас транспорта нет, и ваши любимые кабели. У вас 4 миллиона леев. Миллион мы сами зарабатываем. Как сами? У вас что, есть свои деньги там? 3 миллиона только нам дают бюджет. А как вы сами на чем зарабатываете? На отделе маркетинга мы зарабатываем. А это что? У вас что, свое оборудование есть? А мы что, себе забираем эти деньги? Поэтому я говорю, у вас бюджет 4 миллиона более. 4 миллиона. Сегодня в любой компании бюджет 300 тысяч. В любой компании. Возьмите частные компании. И вы увидите, куда вы идете. Дмитрий Григорьевич, при чем тут частные? Вы сравните себя. Вы сравните себя. Вы сравните себя с другой компанией. Пожалуйста, мы можем сравнивать. Вы не даете нам сравнивать. Как не даете? Я сейчас объясняю. Почему на ваших лицах появилась улыбка? Ну, потому что, как всегда, интересно. За таким наблюдать. Как всегда интересно, но и печально одновременно с этим, потому что господин Бундуки говорил о 2016 годе и о том, для чего принимался этот закон. В результате сегодня, с 2016 года по сегодняшний день, Гагаузское радио и телевидение работает по этому закону. В этом законе было много претензий к этому закону. Эти претензии были и у медиаэкспертов, были эти претензии у депутатов Народного собрания Гагаузии 6-го созыва. И была попытка написать, не была попытка, а был написан новый закон, который так и прямо назывался «Закон об общественном телевидении и радио Гагаузии». И экспертную оценку очень большую тогда помощь оказал именно господин Бундуки, который смог проанализировать действующий вот этот сегодняшний закон и сказать, что надо менять и как надо менять. И, кстати, о финансовой независимости, о которой мы говорим, закон, который был разработан депутатами Народного собрания Гагаузии, принят был в 2019 году большинством голосов. Единственное, этот закон не промульгировала Башкан, но в том законе как раз была прописана очень четко процедура, которая обеспечила бы финансовую независимость для ГРТ. Больше Народное собрание Гагаузии не должно было бы в конце года принимать решение, сколько денег выделять. То есть там была прописана формула, и я, конечно, передам слово моим коллегам, но пока мы смотрели сюжет, экс-председатель наблюдательного совета, когда-то, наблюдательного совета ГРТ Денис Пынтя очень просил слова. Очень коротко, если... Да, коротко. Всем добрый день, меня зовут Денис Пынтя. Я неоднократно избирался в наблюдательный совет разных созывов, даже побыл чуть-чуть председателем наблюдательного совета. Послушав экспертов, ведущих, НАТО, сложилась вот такая мысль, закралась. Мы говорим о свободном ГРТ, о журналистах на ГРТ. Но смотрите, о чем я подумал. Сегодня, до 2007 года, у нас была телерадиокомпания государственная, да. Правильно? И сегодня мы все понимали, что ГРТ работала до 2007 года на власть, потому что это государственная компания. После 2007 года, что бы мы здесь ни говорили с вами, практически всегда в наблюдательный совет, ну, бывали там некоторые члены, попадали там как-то случайно, избиралось большинством Народного собрания, угодных власти. И сегодня у меня вопрос. Свободная ГРТ, журналисты, давайте, они не привыкли там быть свободными, мне кажется. От создания ГРТ они всегда работали на власть, либо на большинство, которое представляет власть. И когда у них получилась возможность быть независимыми, они не знают, как это делать. И поэтому они по привычке продолжают работать на тех, кто им платит и кто просит делать какие-то заказы и тому подобное. Мне кажется, вот здесь можно подумать вот в эту сторону. Александр Григорьевич, я попрошу вас прокомментировать вот это состояние финансовой независимости. Почему мы дали этот сюжет 2016 года? Ведь тогда, да, боролись за руководство
ГРТ, приняли новый закон для того, чтобы этого быстро добиться, чтобы сменить членов наблюдательного совета, потому что именно члены наблюдательного совета избирают руководство. Но такие механизмы, они действовали всегда ровно столько, сколько ГРТ действует как общественное телевидение и радио Гагаузии. Александр Григорьевич уже 3 созыва подряд работает в Народном собрании Гагаузии, и как никто другой может нам прокомментировать. Конечно, мы были бы рады, если был бы председатель комиссии, ныне действующий, но господин Дюльгер не пришел. Но ответьте, Александр Григорьевич, почему Народное собрание Гагаузии не реагирует на то, что тогда 4 миллиона, как говорит господин Константинов, было много на ГРТ, а сегодня 10 совсем чуть-чуть, кажется, господин Константинов. Кстати, Александр Григорьевич перестали приглашать на ГРТ. После этого он открыл свой YouTube-канал, где высказывает свое мнение о происходящем в Гагаузии. Он понял, что его на ГРТ будут урезать, вырезать. Ваш комментарий, Александр Григорьевич. Значит, здравствуйте. Во-первых, спасибо за приглашение. Рад видеть здесь очень много знакомых лиц. Я хочу сказать, что здесь находятся в студии люди, которые, когда пишут комментарии, то у них слово острее, чем отточенная бритва. И мне очень приятно, что эти люди присутствуют здесь. Я хочу пожелать команде, которая создавала этот проект, успеха. И чтобы мы сегодня вот все внесли определенную лепту, чтобы программа была очень интересной, насыщенной, познавательной. Я поблагодарю Нату Чоботарь, которая нас так окунула в историю, так информация нас окутала очень красиво, очень профессионально. Спасибо. Я немножко дополню вот ваш экскурс некоторыми цифрами, потому что Екатерина Федоровна фокус сделала на бюджете. Значит, да. Последний отчет, который нам был представлен наблюдательным советом, он был за 2024 год. И вот несколько цифр. Значит, доходы компании за 2024 год составили 12 миллионов лей. Из них 10,5 миллионов леев – это субсидия с центрального бюджета Гагаузии. То есть более, если не предвыборный год, вы помните, что была кампания, и они заработали определенные средства на кампании, то фактически на 90% компания зависит от финансирования центрального бюджета Гагаузии. Вы очень пример образный про автобус. И вот такую же аналогию. Если в семье жена полностью зависит от доходов мужа, то сложно говорить о ее независимости. Тоже примерно то же самое здесь. Когда ты зависишь на 90% от субсидий с центрального бюджета Гагаузии, сложно говорить, хотя бы прежде всего о финансовой независимости компании. Вторая цифра. Расходы компании за 2024 год составили 11 миллионов леев. Я все округляю, чтобы легче воспринималось. Расходы на заработную плату больше 85%. Расходы на развитие, на капитальные инвестиции – 0. За 2024 год. Вот сегодня много говорили и верно говорили о том, что компания захвачена Иланом Шором, который фактически такой лакомый кусочек взял бесплатно, и мы еще за свои деньги его промовируем, его политику. А он ни копейки туда не вкладывает. То есть 0 приобретения. Просто заработная плата, компания существует, текущие расходы и все, ничего более. И тогда Екатерина Федоровна и те люди, которые вокруг нее сплотились, предложили идею. Давайте мы запишем в закон норму о том, что финансирование компании или субсидирование компании будет определяться в фиксированных процентах от собственных доходов центрального бюджета Гагаузии, чтобы каким-то образом деполитизировать процедуру финансирования. Конечно, будем абсолютно открытыми, как выступил Денис. Наверное, невозможно общественный вещатель, чтобы был полностью независимый от представителя власти, но тем не менее какие-то сделать шаги для того, чтобы эта независимость появилась, важно сделать. Так вот, мы предложили эту формулу. Есть процент, есть рост доходов, и, соответственно, бюджет компании прогнозируется на каждый год, и люди знают стабильно, что они будут получать эти средства. И это каким-то образом немножко уменьшит вот это давление, которое со стороны власти, со стороны учредителя на компанию. Только добавлю, до момента принятия этого закона бюджет компании был 6 тысяч, а он по той формуле, 6 миллионов, простите, по той формуле был бы 12. То есть, представляете, как только растут доходы, тогда и рос бы бюджет ГРТ. И, возможно, именно это было главным решением, мне кажется, но не случилось этому закону вступить в жизнь. Что еще важно? Общественное телевидение и радио, оно имплементировано в национальный закон об аудиовизуале, где об этом вещателе говорится. И мы были, когда
в Уэльсе мы увидели интересный пример, когда BBC, когда государственные структуры Великобритании, они тоже субсидируют общественное телевидение автономией. Почему это важно? Мне показалось, что Кишинев, приняв закон, в котором показал, что есть общественный вещатель и на территории автономии, и отдал полную свободу нам, тут тоже есть элемент вовлеченности, который должен быть со стороны Кишинева. Потому что румынский контент, развитие государственного языка через общественного вещателя – это очень важный момент. И мне кажется, даже если будет процент от собственных доходов бюджета Гагаузии, он все равно не покроет в полной мере те потребности, которые нужны общественному вещателю, для того, чтобы они себя чувствовали независимыми, чтобы там люди, которые работают, получали достойную зарплату, компания развивалась и так далее. То есть мне кажется, что с государственного бюджета Республики Молдова все-таки должно быть финансовое участие, финансирование этой компании. Это будет и дух партнерства, и дух вовлеченности. И поэтому вот эти два фактора, я сейчас говорю про финансы, то есть фиксированный процент от собственных доходов автономии плюс поддержка государства, они все-таки вот снимут часть политизации этой компании. Поэтому это вот как практические шаги в будущем, что можно улучшить для того, чтобы эта компания стала немножко более деполитизированной, чем то, что происходит сегодня. В отношении захваченности я скажу лично про себя, чтобы быть объективным. Меня на эфир телевидения не приглашали больше года. На эфир радио меня не приглашали более 1,5 лет. Я несколько раз поднимал этот вопрос на заседаниях Народного собрания и писал письменную просьбу, что, пожалуйста, пригласите меня И почему-то всем смешно, что в эфир, потому что, вы знаете, были информационные поводы. Меня дважды снимали, рабочую группу приостановили диалог, пришел Шор, мы его критиковали. То есть есть информационные поводы, которые, наверное, людям были бы интересны, люди бы разобрались. Но и вы народный избранник, и вы хотели высказать свою точку Александр Ильич, насколько мне известно, еще раньше на ГРТ был список, когда депутаты по очереди приходили. Я вот сейчас к этому перейду. То есть в нашем округе реализовано очень много инвестиционных проектов. То есть было о чем поговорить, чтобы люди услышали две точки зрения, что Шор – это край мечты у нас строится на самом деле, или другая точка зрения, что нет, на самом деле это трагедия. Но люди бы разобрались, где правда. Так вот, не приглашали такой большой период времени после шума, скандалов, публикаций. Составили список, вы представляете, у нас есть список, когда какой депутат раз в год придет на эфир радио. И вот мне посчастливилось, дошла моя очередь, я пришел, выступил. И буквально прошло несколько недель, меня вновь приглашают. Я удивился, как же так, после такого перерыва. Оказывается, в чем захваченность? Общественный деятель, господин Бессараб, который близок к структурам Илана Шора, он встретил меня в Приморье и говорит: я бы с вами вышел с удовольствием на дебаты. Я говорю, я бы тоже с большим удовольствием, но я не имею возможности прийти на ГРТ, чтобы с вами дебатировать, меня не приглашают. Это, говорит, посмотрите. И буквально через несколько дней меня приглашают с Иваном Бессарабом. Была интересная дискуссия, я уверен, что люди вынесли там каждый что-то для себя. Поэтому сегодня начинается череда отставок вот этой пирамиды Шора. Вы знаете, что Дмитрий Константинов подал в отставку. Я думаю, что практическим шагом станет то, что человек, который является исполнительным директором компании ГРТ, я не знаю этого молодого человека, возможно, очень талантливый менеджер и человек, который разбирается в медиаконтенте, но тем не менее, если он подаст в отставку, то это будет тоже хорошим практическим шагом для того, чтобы компания ГРТ вышла из-под влияния Илана Шора и действительно стала общественным вещателем, который на самом деле, вот вы очень верную мысль сказали, не сеять раздор, не сеять ненависть, потому что через ГРТ транслировалось, что Майя Санду – это дьявол во плоти, что Кишинев виноват во всех наших проблемах. Дошли до того, что немножко даже этнические вещи начали превалировать, что очень опасно. И второе, что есть разные мнения. Вот есть Илан Шор, кто-то говорит, что это отлично, что это очень хорошо для Грузии, кто-то говорит другие вещи, есть цифры, а люди пусть разбираются. Поэтому спасибо, что вы пригласили такую тему. Кто-то недооценивает все-таки на самом деле ГРТ, недооценивает. Мы потому и взялись потому за что эту тему. хочу вам сказать, что несмотря на все наши усилия, потому что мы стараемся разъяснить нашу позицию через
интернет-каналы, через публикации. Все-таки большая часть населения Гагаузии, особенно старшего поколения, она смотрит общественные вещатели. Поэтому очень тяжело объяснить человеку, когда тебе каждый день говорят, что Илан Шор – это идеально, и тут вдруг кто-то говорит, да нет, это неправильно. И даже когда говорит аргументами, фактами, все равно это тяжело воспринимается. Господин я вижу, вы хотите какую-то реплику. Спасибо. Да, я бы хотел... Но перед этим еще один вопрос, если можно. Да, вот как быть журналистом, который работает в компании, но согласны с политикой компании, но... Отличный вопрос. Я об этом тоже настаиваю, что мы поговорили о качестве журналистики и журналистов на ГРТ. Но перед этим, мне кажется, очень важным дискуссия, которую начал господин Пынтя, относительно общественного контроля. Потому что перед тем, как общественное недовольство, у граждан Гагаузии есть свои представители, они члены наблюдательного совета. Проблема состоит в том, что они все подконтрольны Народному собранию, которое их избирает. И здесь это слабое звено. И я считаю абсолютно важным, чтобы все это изменилось, для того, чтобы в наблюдательном совете были люди, которые заинтересованы в том, чтобы общественное телевидение и радио Гагаузии развивалось как общественная платформа, а не как частная какая-то контора. А как это сделать, чтобы это было не слабым звеном, а сильным звеном? Во-первых, я настаиваю на том, чтобы мы еще раз подчеркнули, что это не дореформа, потому что у нас как бы государственная ГРТ исчезла, а общественная ГРТ не возникла. Она не возникла благодаря, в кавычках, Ирине Влах. Ей нужно сказать отдельное спасибо за то, что она не позволила, чтобы в Гагаузии было настоящее общественное телевидение. Правильно тут сказали, если вы, по-моему, говорили, если была принята бы эта реформа, удвоился бы бюджет. Да. Соответственно, было бы больше денег, а независимая, издательская независимость, она... Невыгодна власти. Она, конечно, невыгодна. Они всегда, политики на региональном, национальном уровне, всегда будут стараться иметь какие-то рычаги давления на журналистов. И это важно понять. Относительно журналистов ГРТ. Я знаю очень многих людей, с уважением отношусь ко многим людям, которые до сих пор еще работают на ГРТ, хотя понимаю и из моего личного с ними общения, что их пытаются, они уже не являются людьми, которые имеют какой-то вес в этом коллективе, потому что речь идет о конкретных указаниях, которые даются для того, чтобы кого-то представить в каком-то благоприятном свете, а кого-то наоборот очернить. И это очень меня удручает, потому что я помню много лет назад, к сожалению, много лет назад, коллеги из ГРТ постоянно звонили и спрашивали, как им в определенных обстоятельствах что делать. Было очень много вопросов относительно этично или неэтично мы поступаем как журналисты на ГРТ. Последние 2 года, больше полутора лет таких звонков нету. И я понимаю, что людям нет вопросов, у людей просто им не позволяют делать свою профессию. А может, их все устраивает? Нет, я не думаю, что их все устраивает. К сожалению, эта проблема заключается, опять же, возвращаюсь к менеджменту этой компании и к тому, что по большому счету там цензура есть, и это уже доказанный факт. Доказанный факт того, что цензура на этом канале есть, а все остальные журналисты, к сожалению, приняли самоцензуру как... Об этом тоже, кстати, надо говорить, да. Самоцензура. Мы хотим перейти к цензуре и предоставить слово Оксане, но Ната Чеботарь очень-очень просит. Да, пожалуйста, Ната. Я мало пац Александру Григорьевичу по поводу острых комментариев, как бритва. Не могу промолчать. Возможно, я сейчас скажу вещи, после которых не будет о чем говорить здесь, в этой студии. 20 лет работы в гагаузской журналистике, опыт работы с разными башканами, начиная от табунщика, потом Формузал, потом Ирина Влах, потом госпожа Шор, скажем так, называемый, я не хочу категорически называть ее законно избранным башканом. Смотрите, ответить сразу и господину Пынтя, и Александру Григорьевичу, и спасибо господину Маковею за то, что он упомянул слово «цензура». Когда Александр Григорьевич, уважаемый мной человек, пишет в комментариях, что кто-то должен от кого-то дистанцироваться, это невозможно. Это просто невозможно. Работая столько лет, столько десятилетий в гагаузской журналистике, я вам абсолютно ответственно заявляю, что цензура была вообще всегда. Всегда.
В газете «Знамя», которой я руководила достаточно долгое время, в «Вестях Гагаузии», которые были региональным рупором, наша газета «Знамя» была районной газетой ГРТ, это тоже региональный уровень, но не было никогда такого, чтобы у журналистов была свобода. Вот я вам просто клянусь, положа руку на Библию, была бы здесь. Возможно, просто об этом никто никогда не хотел говорить вслух. Возможно, где-то на каких-то маленьких других в каких-то редакциях это было. У нас ее не было. Ни в газете «Знамя», ни в «Вестях Гагаузии», ни на ГРТ. И это просто невозможно. Вот господин Пынтя сказал, что, наверное, журналисты должны были быть смелее или как активнее, как бы возражать, да, противодействовать. И я хочу сказать, что за свою карьеру я знаю только одного такого журналиста, кроме меня, это Оксана, которая просто прямым текстом сказала, что я не хочу мириться с цензурой, и ушла. Что происходило со всеми остальными коллегами, я не могу сказать, я не хочу говорить о них плохо, потому что, как и сказал господин Маковей, есть у нас профессиональные люди, хорошие журналисты, которые делают хорошие программы на ГРТ, даже не связанные с политикой. Невозможно всех грести под одну гребенку, но смотрите, какое дело. Если мы вдруг заявим, я еще по инерции говорю мы, относя себя к журналистской братье, хотя пытаюсь уже который год уйти из журналистики, что не получается. Мы не можем чувствовать себя свободными, и у меня нет ответа на вопрос, почему. Ну, давайте об этом и поговорим. Да, но в газете «Знамя» существует такое прибашкание орган, как советник по СМИ, да? И вот все, что происходит в гагаузской журналистике, оно всегда проходит сквозь цензуру. То ли ГРТ, то ли исполком, то ли районная администрация, вот в нашем случае. И если ты хочешь сказать, что я не хочу работать под цензурой, тебе говорят, вот дверь, пожалуйста, уходи. И не могут все журналисты взять и уволиться, потому что людям нужна работа. Вот я такая, да, независимая, я не боюсь. Нет, я боюсь, только дураки не боятся. Я всегда выходила на конфликты, я всегда противодействовала тому, что нам пытались навязать. Я думаю, что где-то внутри, глубоко в душе журналисты ГРТ тоже хотели бы так поступить, наверное, не могут. И то требование или просьба господина Тарнавского к Евгении Гуцул дистанцироваться от Шор, ну, это невозможно. Наталья, она и есть Шор, как она дистанцируется? Наталья, я хочу вам сказать, на правах, в прошлом я возглавляла общественную кампанию ГРТ, не обо мне речь, но я хочу сказать, что были периоды, когда журналисты работали совершенно свободно, как минимум потому, что я как руководитель ни разу, и мне, пожалуйста, любой ныне действующий журналист, либо те, которые со мной тогда работали, я ни разу не запретила о чем-то сказать, ни разу не предложила именно это обсудить, и ни разу не приводила гостей в студию, и ни разу не советовалась с тогдашним Башканом Фармузалом, либо с Ириной Влах, что нам делать и какие передачи нам тут вообще организовывать. И свобода журналиста начинается от своего собственного понимания той свободы, которую журналисту дает Кодекс журналистской этики. Да, я об этом и сказала. И это все-таки, да, я закруглить хочу мысль о том, что свобода журналиста – это в первую очередь ответственное отношение человека к своей профессии и преломление этой ответственности сквозь призму тех обстоятельств, которые в жизни происходят. И человек сам принимает решение. Вы говорили об Оксане, и мы как раз плавно хотели, да, Сергей, перейти к цензуре, потому что цензура – страшная штука, которая не должно быть в СМИ, не должно быть на общественном телевидении. Почему? Потому что есть статья и в Кодексе аудиовизуалы, есть статья и даже в том законе 2016 года, который… он такой раненый, я бы назвала этот закон, потому что там очень многого нет, что должно быть для общественного телевидения. Даже в Уголовном кодексе есть статья «Цензура». Она запрещена Уголовным кодексом. Вот. И цензура запрещена, но цензура по сегодняшний день, и у нас есть в нашей студии Оксана Кихал. Оксана, спасибо, что вы пришли в нашу студию. Не потому сейчас хочу вас попросить рассказать, как это было, все это знают, потому что действительно вы это сделали, как мне кажется, как должен поступать любой журналист, который оказался вдруг перед фактом этой цензуры. Но что значит цензура на общественном телевидении и почему вы не смогли с этим мириться?
И в то же время господин Маковей говорит, там есть много журналистов, я тоже знаю коллег, и я знаю коллег как хороших профессионалов, специалистов. Мне только одно непонятно, как человеку, наблюдающему со стороны, почему нет их реакции на то, что происходит там. То есть если руководство мешает работать свободно, об этом надо сказать журналистам. Оксана, ваш опыт? Ну и благодаря некоторым наблюдателям из наблюдательного совета, членам наблюдательного совета, мы это все смогли увидеть на видео, потому что вот даже Денис Пынтия был тогда, когда просили все заседания наблюдательного совета снимать на видео, для того, чтобы жители тоже были в курсе, что там происходит. Да, потому что не все заседания показываются общественности, хотя по закону, да, господин Бундуки, обязаны все заседания наблюдательного совета. Оксана, цензура и вы, и ваше очень короткое отношение к тому, почему надо было уйти, почему невозможно было остаться, и что такое цензура на ГРТ? Ну, я начну с того, что я не могу работать там, где я точно знаю, что я делаю все правильно, но мои действия как-то пресекаются, потому что я на момент принятия решения уйти с ГРТ достаточно много лет работала журналистом, и на момент ухода с ГРТ я уже была редактором сайта, то есть я прошла на ГРТ очень такую большую школу журналистики. Я начинала радиоведущей, затем я была телеведущей, и раз 5, если я не ошибаюсь, я уходила с ГРТ. И это было последнее мое возвращение и последний уход, 5-й юбилейный, как я говорю. И, похоже, моя история с ГРТ наконец-то закончилась. Что такое цензура? И та цензура, о которой мы сегодня говорим на ГРТ, когда ты делаешь свою работу правильно, когда ты делаешь все так, как гласят законы журналистики, это транспарентность мнений, это представление мнений одной стороны и второй стороны, но почему-то руководство решает, что это заказ со стороны. Кстати, так и не указали в ответе на мое обращение в наблюдательный совет. Руководство компании так и не обозначило, чей был это заказ. И я немножко уже научена опытом предыдущих лет. Я понимала, что, скорее всего, будет какое-то разбирательство, поэтому я все скринила, скриншоты делала. И та статья в том числе у меня есть в наличии. Она стала частью расследование моей коллеги Елены Челак, которая буквально неделю назад вышла на сайте антикоррупция.мд. Нельзя мириться с тем, что тебя пытаются выставить непрофессионалом, хотя меня очень многие знают и в Гагаузии, я думаю, что и в Молдове некоторые коллеги узнают и знают как журналиста. Нельзя мириться с тем, что тебя кто-то, непонятно кто вообще, пришедший со стороны, пытается обвинить в непрофессионализме, пытается навесить на тебя ярлык и замазать вот этой вот серостью, чернотой. Оксана, если конкретно, то это был материал, который вы опубликовали? Да, это был материал, который я опубликовала после возвращения Гуцул и Константинова из Москвы, когда они обещали газ за 10 лей. Так, вам была предъявлена претензия, очень коротко, чтобы зрители понимали. Мне была предъявлена претензия. Что произошло вообще? Мы дали по факту их заявление на пресс-конференции, а затем через 2 дня я опубликовала статью с их же указанием их же заявлений, но в этой статье были также мнения Вадима Чебана, директора, председателя Молдовагаз, да, правления Молдовагаз, господина Парликова и господина Тафилата. То есть это все люди, которые комментируют постоянно и имеют непосредственное участие к энергетической сфере. Ну и вот сначала меня попросили сразу удалить эту статью, а затем на следующий день меня руководство компании отчитало просто. Можно здесь сделаем паузу, да. И я обращусь к экспертам. Смотрите, то есть журналист сделала материал с плюрализмом мнений. В результате оказалось, что это наказуемо, и следствием стало цензурирование раз и уход из компании 2. А потом, Денис, мы говорим о качестве журналистов, то есть тогда, когда дают по шапке одному, по рукам другому,
то появляется желание сидеть ниже травы, тише воды, ничего не... И заранее делать такие материалы, к которым не будут никаких претензий. Надо делать все так, как будет нравиться. И потом получится, как сказал господин Тарнавский. Я бы с удовольствием пошел бы на ГРТ, говорит Александр Григорьевич, но меня не приглашают. А ему Иван Бессараб сказал: решим спокойно, у нас там свои. Ну, поэтому И решили. Не с тем человеком обсуждали приход на ГРТ. Не с тем человеком, да. Я хочу просто закончить тем, что, может быть, это покажется слухом или еще чем-то. Почему я вообще приняла решение уйти? В первую очередь, конечно же, у меня отобрали приказом руководитель компании отобрал у меня все полномочия редактора сайта, потому что в моем подчинении было еще 3 человека. Меня переподчинили главному редактору телевидения. Это был первый момент. И второй момент, достоверные источники сообщили мне о том, что с Нового года мою должность сократят. И, по сути, это могло бы стать повтором истории 2020 года, когда по указанию из исполкома, когда Башканом была Ирина Влах, я не буду называть другие фамилии, меня сократили с ГРТ, тоже с должности редактора сайта. То есть кому-то мы очень мешали. У меня вопрос. И поэтому я решила уйти и не оставить, не умолчать об этой ситуации и вот конкретно об этой статье. А я хочу поговорить о журналистской солидарности. Можно узнать, почему не было этой журналистской солидарности? Этот вопрос у меня и тогда возникал. Ну как никто из коллег не поддерживает коллегу, которая действительно подверглась такой цензуре? У вас есть ответ на этот вопрос? Почему коллеги не поддержали вас? Ну, в личных беседах я слышала в свой адрес много восхищения, своей смелостью и своей решимостью. Кто-то переживал за то, чем я буду дальше заниматься. И что касается, почему публично не поддержали, потому что боятся. Потому что мне вообще очень нравится, в кавычках, вот эта вот фраза «ГРТ – это стабильность». То есть я много раз коллегам повторяла и снова повторю, я 5 раз уходила, вернее, 5 раз уходила, 5 раз возвращалась. Я каждый раз говорила, что очень опасно на самом деле оставаться работать много лет в одном и том же учреждении. Неважно, какое оно. Потому что ты срастаешься с этим учреждением, особенно если это учреждение предполагает творческий процесс, то это болото. И почему не поддержали меня публично? Потому что боятся. Ну, и мне, кстати, очень жаль, потому что на ГРТ есть очень много талантливых людей, очень много талантливых журналистов. И, кстати, что не сочтите за рекламу, когда мы открывали радио «Молдова Камрад», мы испытали невероятную сложность с поиском и нахождением журналиста, который может работать на гагаузском языке. И мои коллеги не дадут мне соврать и подтвердят. Я обращалась к нескольким коллегам с ГРТ, приглашала их на работу, причем на более высокую зарплату, и они не пришли. И мне кажется, что это такой вот молчаливый где-то даже ответ. Не вижу смысла дальше раскрывать скобки и говорить здесь за кого-то, да, совершенно. Самоцензура и так далее. Вы знаете, давайте посмотрим. Мы говорили о финансах чуть-чуть, Александр Григорьевич затронул эту тему. О финансах, о необходимости иметь финансирование независимое для того, чтобы и независимо работать своей издательской политикой. Но я вот, Александр Григорьевич, вы не сказали об этой цифре, у меня к вам вопрос. Цифра 770, вернее, минус 770, которую я увидела в отчете, предоставленном наблюдательным советом вам, Народному собранию Гагаузии. И напротив написано «судебные решения». Это по судебным решениям предстоит выплатить 770 тысяч леев за год. Это какие судебные решения? Знаете ли вы об этом как депутат? Я могу предположить, но, скорее всего, это близко к истине, потому что я знаю, что в компании ГРТ очень много людей сокращали,
увольняли, люди они подавали судятся, иски да. в судебные инстанции, и, соответственно, суд становился на их сторону. Я, если можно, чуть-чуть прокомментирую то, что сказал. Но, Александр Григорьевич, сумма, уважаемые участники нашего ток-шоу и зрители, которые смотрят, вы представляете, за один год 770 тысяч леев – это судебные решения. Если эта цифра таки означает, что надо выплатить это по судебным решениям, но мне кажется, что здесь о хорошем менеджменте говорить не придется, потому что это что за сумма такая близкая к миллиону? И почему тогда мы, и в общем-то вот этот разговор... Штрафы прибавить? Да, и штрафы еще прибавить, о которых говорил господин Михалевский и Наталья. Но тогда получается, что как же мы относимся к бюджету, к тем деньгам, которые складируются от лея к лею, от одной бани к другой, из денег налогоплательщиков этой автономии? Ну и просто штрафовать компанию, мне кажется, это уже ни к чему не приведет, потому что они будут платить, ну как мы. А не штрафовать не может? Господин Михалевский, скажите, вы можете не штрафовать больше компанию? Никогда не закончится это все. Александр Григорьевич, мы сейчас передадим вам. Мы не хотим штрафовать. Мы хотим, чтобы общественная компания работала согласно закону. Можете это не все, штрафовать. Нам жалко денег налогоплательщиков. Можете не штрафовать. Нет, просто есть... Ну, давайте, я уже говорил об этом. Просто должно быть желание придерживаться буквы закона, буквы и духа закона. Все четко написано. Я не думаю, что нужно читать лекции о том, как надо делать журналистику. Если ты хочешь, ты ее делаешь. Мы не занимаемся, Совет по телевидению и радио не занимается менторством или не имеет права указывать, как работать. Есть четкие правила, которые описаны и в кодексе. Есть у нас положение о аудиовизуальном содержимом, есть вполне понятные пункты. Есть перевод на русский язык, есть Google Translate, я думаю, что можно... Надо соблюдать просто закон. Да, у нас есть, что касается гида, корректного информирования, у нас есть гид, который разработан вице-председателем Монетой Гонцей в соответствии с международными стандартами, он размещен на сайте. Открываешь, смотришь, есть четкая инструкция, как соблюдать эти правила. Ничего, еще раз говорю, наша задача не штрафовать. Если мы не видим реакции, если мы не видим изменений, это вынужденный шаг. Мы по закону обязаны возвращаться и проверять, насколько соблюдает и выполняет закон после нарушения тот или иной телеканал. Ну а если компания выплачивает один штраф, второй штраф, ну и можно же так до бесконечности? Можно, если не пересмотрите свои отношения. Ну смотрите, ГРТ до последних изменений в кодекс дошли до этапа о приостановлении вещания рекламы. То есть есть определенная градация санкций, начиная от публичного предупреждения, потом идут штрафы, потом идет приостановка права выпускать рекламу на определенный срок. А следующее что? И следующее вплоть до приостановки лицензии. Отзыв лицензии? Да, отзыв лицензии. Отзыв лицензии происходит по решению аудиовизуального совета, когда все этапы пройдены, многократные есть нарушения. Мы принимаем решение, это решение направляется в суд, и суд его, скажем так, валидирует, подтверждает. Правильно ли я понимаю, что общественная компания ГРТ уже близка к этому, к этой стадии, к этому Она этапу подошла санкций? близко, но сейчас вступили в силу в августе изменения в кодекс аудиовизуала, и у нас новая система санкций. Ну, фактически мы обнулили эту систему санкционирования. На данном этапе прямой угрозы нет, но если менеджмент телекомпании не будет предпринимать меры, он не будет исправлять ситуацию, то есть закон. Мы ничего от себя не придумываем, мы не переписываем закон, мы его просто применяем. Есть риск. Я позволю себе прокомментировать, потому что я не являюсь госслужащим, в отличие от господина Михалевского. Я могу, с моей точки зрения, ГРТ нужно было давно приостановить лицензию, потому что было столько нарушений, аплодисменты у нас грубых нарушений законодательства, что любая другая частная телекомпания однозначно бы осталась без лицензии. Просто есть определенный специфический подход к автономии, и в том числе из-за нежелания разжигать страсти. Я всегда говорил, что уровень нарушений такой, во-первых, это очень частные нарушения. Во-вторых, ГРТ оплачивает или опротестовывает штрафы, но не извлекают уроков из этих решений Совета по телевидению и радио. Во-вторых, это нарушение, вообще вопиющее нарушение по дезинформации. И с этой точки зрения, конечно бы,
в любой другой ситуации, скорее всего, эта телекомпания осталась бы без лицензии. И вот это обнуление, лично меня оно не радует вообще нисколько, потому что это означает в нынешней ситуации продолжение вопиющего нарушения законодательных норм. Я, кстати, хотел бы сам себя поправить, потому что я ошибся, когда сказал, что в Уголовном кодексе есть наказание за цензуру. Оно уже давно отменено, оно есть только в Административном кодексе, насколько я понимаю. Вы знаете, о чем я сейчас подумала? Лена Федоровна, вы хотели что-то добавить? Я просто хотела сказать одну маленькую мысль. Очень часто в области образования, в области СМИ, в области культуры и так далее какие-то шаги по отношению к Гагаузии принимаются не по закону, а где-то понимая, что у Гагаузии особый статус, что здесь надо быть более внимательными, здесь надо не спешить принимать те меры, которые предпринимаются по отношению ко всей остальной части Молдовы. И это как раз-таки становится теми предпосылками, оно очень вредит. И сегодня ситуация в Гагаузии, одна из причин, заключается как раз в этом. То есть, если относиться к Гагаузии на равных, как ко всем остальным регионам нашей страны, то ситуация будет другой. Мы видим ряд предпосылок в последнее время, и это радует. Закон есть закон, и он должен быть одинаков вне зависимости от того, кто где живет, кем является по национальности. Ну, вы знаете, такая маленькая реплика. Более жестко надо действовать, да. На мой взгляд, с 2021 года Совет по телевидению и радиовещанию как раз делает все по закону. Если закон предписывает, что сначала предупреждение, потом штраф, потом приостановка рекламы, так и должно быть. Другое дело, менеджмент ГРТ действует по закону или по указке. Потому что столько штрафов платить за год. Ну да. И менеджменту ничего, и там ничего не происходит. Их никто не наказывает. Как будто это все равно меня не будут наказывать, потому что я делаю так, как мне говорят. Можно ли в данном случае обсуждать качество менеджмента? Я прошу прощения, в любой другой ситуации, в общественном телерадиовещателе, наблюдательный совет после каждого такого штрафа устроил бы такую разбор полетов, да? А тут ничего не происходит. Для чего нужен этот наблюдательный совет? Почему гагаузский налогоплательщик платит этим людям? И они получают зарплату, люди? Председатель. Да. Секретарь. Почему этот человек получает зарплату? Александр Григорьевич, вот прям живой вопрос, и я полностью его поддерживаю. Но почему наблюдательный совет, который избран Народным собранием Гагаузии, ну не приглашаете к ответу и не требуете отставок? Выбирает избирает их, да. Генерального директора и может отозвать. И обязаны это делать. Да. Я думаю, Александр Григорьевич призывает к ответственности, но председателя Народного собрания Гагаузии всегда было большинство в Народном собрании, и инициативу эту бы никто не поддержал бы. Вы знаете, очень тонкая грань между тем, когда Кишинев борется с Иланом Шором, а фактически получается борьба с определенными полномочиями гагаузской автономии, и в том числе в части ГРТ. Вот это наложение санкций, от них никакой уязвимости лично для Илона Шора и для его политики ничего не происходит. Эти деньги платят жители Гагаузии. То же самое был пример, я чуть уйду в сторону, когда парламент принял изменения по налоговому кодексу, и часть экономических агентов вынуждена была уйти из Гагаузии, и потеряли в конечном итоге жители автономии, которые имеют сейчас меньше социальных услуг. И может быть даже это в интересах Илана Шора, потому что он усиливает радикализацию общества и говорит о том, что во всем виноват Кишинев. Вы видите, что они творят? Они штрафы ставят, они забирают ваши доходы, они залезают в ваш карман. Мы ничего не сделали из того, что мы вам обещали, потому что виноват Кишинев. Поэтому тут очень тонкая грань, в которой нужно разбираться. И я, вот Оксана рассказала ситуацию, которая была на ГРТ. Мне кажется, у нас немножко завышенные ожидания от журналистов. Почему? Потому что вы сказали, что региональные СМИ очень зависимы от власти. И действительно так. У нас... А куда пойдут эти люди работать? У нас рынок довольно ограниченный для того, чтобы люди себя самореализовали.
Конечно, есть такие выдающиеся истории, когда люди вот все-таки идут против этой системы, но поменять систему, не предъявляя претензии к тем, кто ее должны менять. Я сейчас про народное собрание. Мы от них должны были требовать, это мы допустили, чтобы Шор сюда пришел, чтобы он здесь укоренился. Ни ГРТ, ни журналисты. Это сделали свободные представители людей, которые представляют их в народном собрании. Если бы мы хотя бы приняли один раз решение о том, чтобы осудить связь Башкана с Сирланом Шором, совсем по-другому была бы ситуация. И на ГРТ, и в Гагаузии. Поэтому я прежде всего предъявляю претензии к нам, которые являются народными избранниками. Это мы приспособились, побоялись, где-то поклонились тому, что произошло в Гагаузии. Журналисты, педагоги, работники здравоохранения, да, возможно, больше солидарности мы должны ожидать и от этих людей, но тем не менее, прежде всего то, что происходит в Гагаузии, и в том числе на ГРТ, виноваты народные избранники, я сейчас имею в виду нас, депутатов Народного собрания. Ну и я хотела дополнить, Александр Григорьевич, во-первых, то, что происходило уже после 23-го года, когда была избрана Евгения Гуцул, планомерно несколько лет подряд, в том числе и ГРТ участвовала, снимала эти митинги, транслировала. Я периодически там исполняла обязанности редактора телевидения. То есть мы, как общественные вещатели, не могли не показывать те же митинги, да? Но эти митинги продолжались 3 года до того, как пришла Евгения Гуцул. Ну, до того, как Евгения Гуцул, скажем так, выиграла выборы. Поэтому вот это вот с молчаливого согласия или с непонимания, потому что у нас были несколько встреч с представителями власти тогдашней в Гагаузии, и нас даже немножко где-то так пристыдили, зачем вы эти митинги показываете, а как мы можем их не показывать? Ну, происходит какое-то событие в Гагаузии. Другое дело, что а что вы с нас спрашиваете? Дайте публичную реакцию. Зачем вы меня приглашаете и что-то от меня хотите? Ну, это я сейчас говорю как тогдашний исполняющий обязанности редактора телевидения. То есть, понимаете, здесь настолько все вот закручено и заверчено в связке друг между другом. И еще одну реплику по поводу наблюдательного совета. Вот господин Пынтя, Денис, в нескольких созывах наблюдательного совета был, и здесь прозвучал вопрос о том, почему наблюдательный совет не предпринимает какие-то меры, когда штрафуется компания. 1 раз, 2, 3, 5. Потому что реально за последние, наверное, лет 6 точно ГРТ, ну, немереное количество штрафов получила. Не сравнить, конечно, с последним годом. Денис, расскажите, пожалуйста, вот как происходит обсуждение вообще и почему нет реакции в наблюдательном совете? И в том числе можете затронуть и мою историю, как она произошла. Но нам нужно двигаться дальше, поэтому очень коротко, если можно, потому что есть другая... Коротко скажу, быстренько. Я вам скажу насчет менеджмента. Мы практически каждый штраф КСТР обжалуем в суде. В принципе, я и выступал на заседаниях наблюдательного совета, говоря о том, что мы понимаем, что мы проиграем, плюс будет дополниться к этому штрафу еще судебные издержки. Но все равно каждый раз подавали и каждый раз проигрывали. И скажу еще раз, очень много претензий к наблюдательному совету. Что вы понимали, наблюдательный совет ГРТ избирается из простых жителей Гагаузии, которые не имеют отношения к телевидению, там, к журналистике. Они приходят на общественных началах, получают за заседание на руки 120 лей. Мы собираемся раз в месяц. И когда мы приходим туда раз в месяц, нам кидают вот такую кипу каких-то документов. Человек просто сидит, он не понимает, что происходит. И человек, и исполнительный директор, который работает там, мы как специалисты, мы как люди думаем, специалист сказал, мы все проголосовали, кто-то что-то повозмущался, если кто-то разбирается, где-то что-то услышал, вот я возмущался, ну толку, что я был один. И маленькая реплика журналиста, и я всегда говорю, журналисты, если бы все бы на ГРТ сделали бы как Оксана, у Шора и у исполнительного директора не было бы выбора. И население как минимум бы узнало об этой проблеме, когда все ГРТ бы встало и сказала, мы не будем работать на Шора, мы не Шор ТВ. И тогда бы была бы совсем другая ситуация. Это уже кодекс журналистики, этики и тому подобное. И я всегда говорил, потому что ко мне много подходило журналистов поодиночке. Я говорил, встаньте и все скажите, потому что на наблюдательном совете у меня нет возможности, я готов вас поддержать всех. Но вы должны начать, чтобы я мог поддержать.
Но, это смотрите, это к вопросу о солидарности, это к вопросу о журналистской смелости, это к вопросу даже, я бы сказала, господин Маковей, так это или нет, скажите, к вопросу о том, насколько журналист знает свои права. Ведь журналист, в принципе, защищен, и защищен законом очень надежно и хорошо, если он свою работу делает так, как требует закон, как прописано, и так, как это, чтобы это соответствовало кодексу журналистской этики. Тогда он защищен. Это нужна человеческая смелость. Потому что журналисты на ГРТ, они увидели, что нет никакой перспективы этой. Если многие из них, я уверен, они солидарны с Оксаной, они противятся тому, что там происходит. Но они не видят перспективы выхода из этой ситуации. Ну, просто боятся остаться без работы. Да. Давайте, знаете что, в нашей студии сегодня присутствует очень много людей, которые гражданские активисты, неравнодушные люди. А мы сюда пригласили людей, которые очень часто можно увидеть комментарии этих людей. Их не так много людей, которые комментируют другую точку зрения, отличную от той точки зрения, которая большинством жителей принимается. Но эти люди сегодня сидят в студии. Я очень хотела бы очень коротко, но каждому из вас передать микрофон для того, чтобы вы сказали, вот ГРТ, тема, которую мы обсуждаем, у вас есть какая-то своя, какая-то квинтэссенция вашего отношения к тому, что мы обсуждаем, насколько это важно, и оно стоит 11 миллионов лев денег налогоплательщиков. Кирилл, вам слово. Кирилл, ну и очень важно узнать, когда последний раз вы вообще смотрели ГРТ. Когда смотрели ГРТ, да. Еще вопрос. Да, спасибо за приглашение, очень интересная дискуссия. Я смещу немножко фокус внимания, наверное, с деонтологического кодекса, журналистской этики больше на... Дело в том, что я занимаюсь разработкой систем перевода с гагаузского на русский, русско-гагаузский, программирование. И у меня было по этому поводу, в том числе, несколько вопросов представителям ГРТ. Очень показательно, что они... Трое, да? Ни один не согласился. Это, в принципе, реально показательная история того, насколько они готовы обсуждать и дискутировать в гражданском обществе проблемы. Дело вот что. 11 миллионов лей. 11 миллионов лей. Я занимаюсь, администрирую онлайн-словарь и разрабатываю его с 2009 года, русско-гагаузский, гагаузско-русский и английский в том числе. Так вот, я хочу сказать, что я посидел, прикидывал, в 12 раз меньше за все это время съел, можно сказать, проект, чем один годовой бюджет ГРТ. Так я хочу узнать, а что в итоге они произвели, какой интересный контент на гагаузском языке. У нас есть замечательный закон о расширении сферы гагаузского языка. Каким образом они следуют ему, что ли? То есть 11 миллионов лей, очень прекрасная аналогия на то, что они обвешали автобус, на котором мы должны ездить, просто пропагандистскими лозунгами Шора. За 11 миллионов лей мы получаем, по сути, пресс-службу Башкана. Да, первую, можно даже сказать, судя по агрессивной их риторике. Да. Я не хочу за 11 миллионов лей слушать, что Майя Санду пьет кровь гагаузских детей и идет с сирийскими беженцами сюда. Я хочу увидеть какие-то интересные программы на гагаузском языке. Я хочу увидеть какой-то интересный контент в Ютубе. Да я сейчас зашел на grt.md. Так там нету гагаузского языка. Там версия только на русском языке, это общественное телерадио Гагаузии. Я не знаю, это достигло апогея бреда настолько, что я даже не знаю, как это комментировать. У меня просто были вопросы конкретно к представителям, но я задаю их в воздух. Где контент на гагаузском языке? Что они снимают за эти деньги? Передачи на гагаузском языке делаются, к этому еще подойдем и поговорим. Я хочу уточнить. Их немало на гагаузском языке. Их немало, но аудитория, к сожалению, совершенно, скажем так, она вообще не затрагивает молодежь. Я не знаю, вот правильный вопрос был, когда кто последний раз смотрел, а что там смотреть? Новости нам доступны и на русском языке, в том числе. Что, какая изюминка, что-нибудь новое, уникальное есть ли? Хороший вопрос. На самом деле, что-то новое придумать очень сложно, но... Передайте микрофон, пожалуйста. У нас тут есть жительницы, которые
Спасибо вам большое, Надежда Грек, Надежда Георгиевна, которая часто комментирует, что происходит. И не так много можно увидеть в гагаузском обществе людей вашего такого красивого возраста, когда держит руку на пульсе по разным вопросам и пишет свое мнение. Вот мы хотели бы услышать ваше мнение о работе ГРТ, о том, насколько это телевидение и радио работают, чтобы мы 11 миллионов леев, а может быть и 15, и 16, и 20 отдавали бы в руки вот тех менеджеров, которые сегодня там есть. Я не знаю, смогу ли я хорошо сейчас ответить. Я обыкновенная колхозница, жительница села, образования нету, но интересуюсь политикой. И, честно говоря, очень давно не смотрю передачу ГРТ, оно мне не нравится. Смотрела эти митинги, одни и те же митинги, один год, второй год, третий год. И обратилась там, кто эти... Естественно, я пишу, когда не умею очень даже хорошо писать с ошибками, я пишу в личку. И говорю, почему Майя Санду не может прийти к нам, встретиться с нами? Почему эти митинги против нее? Долой Санду, почему? И мне был ответ такой. Я говорю, я хочу задать ей вопрос и получить ответ. И мне ответ был такой. Лучше пусть она сюда не зайдет, и с людьми не говорит. Мы говорим о ГРТ, вы сейчас имеете в виду? Да, это вел ГРТ передачу, а человек там, который организовал, и уже стало неинтересно. И хотела бы, чтобы ГРТ пригласил не только одних, вот партия, допустим, Шор поддерживает, да, а не все же люди понимают это, знают, почему надо за кого голосовать. Но что там хочется, чтобы задали вопросы. Вот даже вот эти штрафы сейчас, что ставят людям, разве люди виноваты? Зачем не пригласили? Я бы, например, ответила бы там, почему? Мы все документы дали в исполком. Ежедневно выступали и говорили, да что Константинов, нам дают, людям дают по 2000. Почему Майя Санду не дают людям 2000? А вы предложили общественной компании ГРТ вынести такую тему на обсуждение? Нет, я не предложила ничего, потому что... Ну, потому что ее бы не поддержали бы. Да, не поддержали. Нет, конечно, не поддержали бы, нет. Спасибо. Я хотел бы, наверное, передать слово Дмитрию Яну. Дмитрий, как там обстановка в Чешмекёе? Смотрят ли вообще там ГРТ? И вообще, что там люди смотрят? Потому что мы знаем, там... Очень грамотные люди живут, интересные. И сейчас много где можно получить информацию из разных источников, много частных каналов появилось. Это мы будем сейчас говорить о плюрализме мнений, поэтому, если можно, ваша точка зрения, есть ли, на ваш взгляд, плюрализм мнений на ГРТ? Спасибо. На вопрос Сергея я тоже задумался, как давно я смотрел ГРТ. Я делаю вывод, что, наверное, год, как я не смотрю ГРТ. Причина этому небольшой конфликт с ГРТ, который возник на том, что я однажды решил просто посмотреть, проанализировать программы ГРТ в течение года, сколько раз они освещали мое село Чешмекёй. Я нашел всего лишь одну программу, где было освещено это село. Я об этом написал пост, о том, что, слушайте, я знаю историю, что ГРТ создавалась на базе камрадского телевидения, которое называлось КТВ. В таком случае не называйте его гагаузским телевидением Гагаузии, скажем. Дайте ему название обратно КТВ, потому что это камрадское телевидение. Оно освещает все, что в Камрате происходит. Проще всего выйти на улицу, задать жителям Камрата вопрос и сказать, что мы освещаем новости Гагаузии. После этого поста журналисты поступили со мной в дискуссию, начали меня обвинять в ангажированности. Так как я занимаюсь проектами, то вообще мое мнение ангажировано, оно не может быть правдивым. Такая дискуссия просто вынудила меня заблокировать журналистов. Меня позвали на ГРТ по вопросу работы с молодежью. Работа с молодежью? Да. И в середине этой программы журналист вдруг задает вопросы. Вы работаете с молодежью, наверняка вы их учите открытости. А почему вы заблокировали меня и почему вы не открыты к дискуссии со мной? И началась публичная порка на пару с внештатным соведущим Иваном Пане, который там постоянно во всех программах он комментирует и то, и это. И
С тех пор я 2 раза ко мне обратились. Я давно дружу с журналистами из ГРТ. Очень часто они меня приглашали. И бывало такие моменты, когда, допустим, у них некого пригласить, и какая-то программа пустая. Давай, Дима, придешь с какими-то... Я их выручал. Сейчас, недавно, буквально месяц назад, встретился с одним журналистом. А что не приходишь? Я говорю, приглашайте. Хорошо, я приглашу. Месяц прошел, не пригласили. Летом другой журналист спрашивал, у вас есть пчеловоды? Там у нас есть тема пчеловода. Я пчеловод. Хорошо, мы наберем вас. Прошла уже зима, начинается, до сих пор не пригласили. В общем, я так полагаю, что я попал в тот самый черный список. И для меня все-таки больная тема, которую я по-прежнему настаиваю, что ГРТ – это не телевидение Гагаузии. Я им озвучил эту проблему, они говорят, что у них финансирования мало, поэтому они не могут ездить в села. Я понимаю, если есть села, где мало что происходит и нечего освещать, но село Чешмекёй – это то село, где очень много всего происходит, поэтому есть что освещать. Но мы далеко, денег нет, то они туда не едут. Ну, кстати, дорогу дал, конечно, хорошая уже. Раньше. Да, уже и дорога хорошая. Да. Пожалуйста, приезжайте. Да, дорога плохая. Вы знаете, маленькая такая реплика. Здесь речь зашла о черных списках, и, наверное, это тоже гагаузские парадоксы, гагаузские реалии. Вы говорили о том, что учредителем ГРТ является Народное собрание Гагаузии. Так вот, в 6-м созыве была такая ситуация, что в черных списках были даже депутаты Народного собрания Гагаузии, которые являются учредителями, как вы говорите, ГРТ. Но зависимость была как раз-таки от Башкана, которая заведовала этими черными списками, Ирина Влах, и некоторые депутаты не могли попасть. Я, кстати, хотел напомнить еще об одной проблеме. Вот Дмитрий сказал об этой публичной порке. И не единожды были ситуации, когда на общественном гагаузском телевидении в этой публичной порке подвергались некоторые журналисты и активисты, которые не угодно Шору и нынешнему исполкому. И это вопиющее. И, кстати, на основе этого, насколько я понимаю, Совет по телевидению и радио в очередной раз отштрафовал ГРТ именно за отсутствие плюрализма во время того, как они подвергают практически публичной порке одного человека за выражение мнения отличного от мнения исполкома или башка. Но уму непостижимо, как это возможно для журналиста общественного телевидения, потому что что такое публичная порка? Это оценка. А журналист не оценивает, он предоставляет слово разным людям, которые пришли в студию обсуждать одну общую тему. Лидия, вы хотели что-то сказать? Очень коротко о ГРТ, ваша оценка, ваше мнение, вернее, о работе ГРТ, и мы перейдем к одному сюжету, важному для обсуждения. Я раньше очень смотрела ГРТ, смотрела заседание Народного собрания. Было интересно. Получилось так, что Ирина Федоровна была тоже со своими журналистами из ГРТ у нас дома, брала интервью. Но когда мы смотрим уже это интервью, слушаем, там половина срезана, нету, где мы благодарили депутатов Народного собрания за инициативу, оказанную нам помощь. Там только исполком. Хотя исполком поперва был против предложения депутатов. Потом нам часто звонили, хотели опять прийти, у нас интервью. У меня первый вопрос был, я спрашивала, а вы откуда? Вы кто? И вот мы с ГРТ. Я говорю, нет, ГРТ я очень... Даже супругу звонили, он говорит, опять кто-то звонит, твои журналисты. Я говорю, нет, если это ГРТ, категорически мы не это. И вот я даже по улице сижу, с бабушками общаюсь. Они что смотрят наше вот поколение бабушек? Они смотрят ГРТ, а там что? Там шор. Бизе шор вери. Бизе буну япы. Потому что ГРТ смотрят в основном пожилые люди, а там продвигают что? Там продвигают, что им надо. Но мы тут говорим о том, что это продвижение идет за счет наших с вами средств, средств налогоплательщиков. И, как правильно подметил Александр Григорьевич, Шор-то ни одной копейки не платит, да? А программа Шора отрабатывается на все 100%. И вот становится вопрос, а нужна ли нам это ГРТ? Ну и, кстати, Катерина Федоровна, ГРТ показываются передачи, которые сняты в Кишиневе, в Аргееве. Да, об этом тоже поговорим, спасибо. Ну и сейчас я хочу попросить режиссера выдать сюжет. Мы говорили о плюрализме и хотим продолжить чуточку еще разговор об этом. Есть такое правило в законе, господа эксперты поддержат, право на реплику. Если посмотреть, смеется Ната. Догадались?
Ну тогда давайте покажем, чтобы уже никто не догадывался. Вместе со зрителями нашими посмотрим сюжет. Так что вот когда мы говорим насчет, что делает правительство в Гагаузии, нужно говорить с цифрами, а не эту пропаганду, которую мы только что слышали. Господин Спын, у вас еще есть несколько секунд. Да не надо, я же сказал все цифры. Господин Спыну, тогда ваше время на реплику закончено. В вашем заявлении для осуществления этой программы вы просили осуществить программу в рамках конструктивной дискуссии. Да. Это было в вашем заявлении. Наши редактора связывались с вашей пресс-службой, а также с самим спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым, который хотел бы присутствовать во время записи этой программы в дискуссии. Мы продолжаем записывать эту программу, и я так понимаю, что он хотел бы присутствовать в этой программе. Нет, я не буду сидеть за одним столом с теми, которые встречались с Шором, с этой криминальной группой. Так что давайте пойдемте дальше. Вы отказываетесь, да? Да, конечно, я же сказал. Я понимаю, редактора подсказывают, что Дмитрий Георгиевич готов. Не надо, я же вам говорил. Здравствуйте. Господин Спыну отказывается. Нет, я с вами не забуду. Хорошо, да. Я отказываюсь с вами говорить. Я же это сказал. Но вы не делаете правильно. Хорошо, тогда я Подождите, давайте предоставим плюрализм. Господин Спыну. Дмитрий Георгиевич. Виновность любого человека определяет судебная инстанция. Но мы сейчас немножко... У нас руководители почему-то вместо судов бывают. Подождите, да. Дмитрий Георгиевич, может быть, мы дадим возможность... Я сказал, что не буду с ним говорить. Я же это сказал. Вы что делаете? Подождите с многими встречаетесь, Еще раз сказал. Вы очень с многими встречаетесь. С этими, которые на вас тоже говорят, что вы бандит по газу, понимаете? Еще раз. Вы должны ответить людям здесь. С Шором не буду говорить. Точно. Господин Спыну, подождите, не будем отдельно записывать? Господин, подождите. Вот я вам даю наш закон. Вы почему уходите? Может, оставите уже, чтобы записать программу? Уважаемые телезрители, после того, как в студию неожиданно пришел Дмитрий Георгиевич Константинов, спикер Народного собрания Гагаузии, я думаю, что вы все тоже видели, господин Спыну отказался присутствовать дальше в этой программе, отказался вести диалог. Честно сказать, мы не ожидали этого. Все в телерадиокомпании ГРТ обескуражены. И в моей практике это тоже впервые. И я хочу представить гостя, который уже находится у нас в студии. Это председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Георгиевич Константинов. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Георгиевич, вы вошли в студию во время записи интервью с министром инфраструктуры и регионального развития господином Спыну. Честно сказать, это было неожиданно. И объясните, пожалуйста, вот ваш приход для наших телезрителей, чтобы было понятно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне удивительно даже, что он так поступил. Но в конце концов, по крайней мере, мы являемся учредителем ГРТ. И мы имеем право приходить в ГРТ. Вот последнее высказывание господина Константинова, уже бывшего спикера Народного собрания, как раз показывает их отношение к этому телевидению. Мы же учредители, мы можем так прийти, открыть дверь ногой, войти в прямой эфир, высказать все, что мы хотим, для того, чтобы потом вы, ведущие, которые не журналистка, я это понимаю и сейчас, понимал и ранее, когда мы мониторили то, как эта журналистка ведет передачи, чтобы она потом высказала, что Спыну, оказывается, отказался от диалога. Человек пришел в прямой эфир. По приглашению. Да. А мы этого не ожидали, все в шоке. Конечно же, это все было заранее срежиссированное мероприятие, и это показывает, насколько все плохо, насколько плохо обстоят дела на этом телевидении, которое, в принципе, замешано во всех этих схемах, и которая является ничем иным, как инструментом. Я абсолютно согласен с господином Тарнавским относительно того, что депутаты Народного собрания несут основную вину за это.
Но ГРТ – один из инструментов, посредством которых происходит вот это давление и эта манипуляция общественным мнением. Но, господин Маковей, нигде, может быть, я ошибаюсь, Александр Григорьевич, нигде нет ни одной статьи закона, которая призывала бы депутатов за это отвечать. То есть мы расходуем 10 миллионов леев из средств налогоплательщиков. Константинов ведет себя как у себя дома, ГГУ бы надела бубан тарласы. Но это народное место, общественное, а не господина Константинова и его как спикера Народного собрания Гагаузии на какой-то срок. Именно тот факт, что он так легко зашел в судью, доказывает, что все это было заранее срежиссировано. И вот в этой ситуации я очень хотела бы, Ната, вы что-то хотели сказать относительно... Мы говорим о плюрализме. Мы говорим о плюрализме, и мы не сможем привести, конечно же, в этой студии. Мы с Сергеем, подбирая видеосюжеты, мы многое отбирали, но вы выбрали то, что не может показаться, а должно быть таким восклицательным знаком, жирным, что этого не может быть на общественном телевидении. Это недопустимо. Плюс ко всему, мало того, что это недопустимо, никто за это не санкционирован. Господин Михалевский, простите, пожалуйста, я не говорю о тех санкциях, которые СТР, Совет по телевидению и радио, выписывает как, возможно, и за эту передачу, и за этот эфир их санкционировали, но это стыдно смотреть. На это невозможно назвать журналистской работой. Это, простите меня за оценку, это моя гражданская позиция, отсюда это боль души, потому что я прекрасно понимаю и знаю, что такое общественное телевидение и как могли бы эти 10 миллионов, 15, 16 и даже 20, если это надо. Потому что Гагаузское радио и телевидение видно, что оно нуждается в техническом переоснащении. Это очевидно, видно по студиям. То есть мебель, техника, которая там используется, им уже там по 10 лет. И, наверное, и операторская, и много другой техники им нужно. И Гагаузское радио и телевидение – это лицо, это некий имидж гагаузского народа. И невозможно, чтобы оно было в технологическом смысле и в журналистском качественно вот таким отсталым, как это видно. Кстати, по этому эфиру. Я знаю доподлинно, что есть много доноров, которые отказались предоставлять помощь ГРТ именно потому, что их издательская политика, она 100% политически ангажированная. Есть доноры, которые ранее поддерживали ГРТ, которые даже у нас, как неправительственных организаций, спрашивали, можем мы поддержать, качество журналистики там какое. И однозначно им результаты мониторинга, всех мониторингов, в том числе Совета по телевидению и радио, неправительственных организаций, показывают, что это не журналистика, и поддерживать такое любой уважающий себя донор не станет. То есть получается, что и этого лишается ГРТ, когда оно работает именно вот так, как работает. Exactly. Поддержки. Я могу подтвердить то, что говорит Петру. Я также знаю, что были эксперты, которые несколько лет назад до выборов Башкана приезжали. Была задача, насколько мне известно, в том числе улучшить качество сигнала, учитывая, что у публичного вещателя была возможность войти в мультиплекс по тогдашним правилам. Но все это прекратилось. Вопрос к тем, кто управляет, руководит общественной компанией, почему это произошло, почему они отказались от этого. Я знаю, что веб-страница даже была при помощи доноров зарубежных реструктурирована и переделана. Сейчас этого не видно, поэтому это на самом деле очень плохая ситуация, это плохой сигнал. Это говорит о том, что Петр совершенно правильно отметил, что из-за ангажированности прекратились эти проекты, но я не исключаю, что может быть это позиция менеджмента, который не хочет, он отказывается, не готов работать. Я не исключаю и такого факта. Значит, по поводу этой ситуации, которую вы сейчас показали, это тяжкое нарушение принципа невмешательства в редакционную политику. Не должно быть никаких списков, по которым приходят депутаты, это в принципе не должно быть. Это должно быть осознанное решение телекомпании, редакции, понимание того, что мы должны приглашать всех. Не должно быть разнарядок. Это совершенно, я не могу себе представить, чтобы в Кишиневе спикер парламента пришел на телерадио Молдова в эфир и сказал, я хочу что-то сказать. Абсолютно непредставимо, насколько проблемы публичных вещателей на постсоветском пространстве Восточной Европы, они схожи, да, есть проблемы у всех.
но я себе не могу представить такой ситуации в Молдове на национальном уровне. Это еще раз вот нас возвращает к ситуации, с чего мы начали. Вопрос вот этого слияния и гармонии, в которой находится редакция и политический фактор в Гагаузии. Мы говорили о том, Петру затронул вопрос об отзыве лицензии, мы касались этого момента. У меня будет вопрос, даже мы дойдем до, предположим, это произойдет. Не хочется, чтобы это произошло. Вопрос к гагаузскому обществу, что будет дальше? Да. Готово ли общество здесь или перезагрузки? Что получится после этого? Будет какая-то реальная хорошая замена публичному вещателю или в другой форме публичный вещатель? Готово общество чего-то требовать, добиваться и осуществлять тот самый общественный контроль, о котором говорится в законе? Это вопрос, наверное, здесь, который должен решаться здесь, среди всех, кто здесь присутствует. И... В общем, закрыть ГРТ и потом заново его открыть. Нет, я к этому не призываю ни в коем случае, но я слышал, в Гагаузии звучат голоса о том, что необходима перезагрузка политического класса. Сейчас, позже, когда-либо. Нужна перезагрузка для общественного вещателя, я убежден, но какой результат будет, это очень важный вопрос. И кто это будет делать, с какими силами, какими кадрами, как в этом будет участвовать, опять же, политический фактор в Гагаузии, насколько он будет готов отойти от этого. Но мне кажется, это мое мнение здесь, самым верным, правильным и демократичным, как мне кажется, то мнение, о котором, та мысль, о которой сказал, по-моему, господин Бундуки. Народное недовольство может определить факт того, что такое ГРТ нам не нужно. Давайте за эти деньги, а может быть еще за большие, в 2 раза больше, в 3 раза больше, но это должно быть телевидение, где плюрализм мнений, объективность, беспристрастность, всесторонняя заинтересованность и то, о чем говорит Кирилл, а молодежь должна смотреть это ГРТ почему, а какой там комплекс программ нацелен на молодежь. Александр Григорьевич, очень коротко, если вы что-то хотите сказать. Да, можно вопрос, пожалуйста. Александр Григорьевич? И мы переходим... Мы будем с вами сейчас. Председатель Народного собрания ушел в отставку. Госпожа Башкан у нас в тюрьме. Как вы думаете, как в этот раз будет освещаться предвыборная кампания депутатов Народного собрания Гагаузии? Кто будет иметь влияние на ГРТ? Я очень коротко, в дополнение к тому, что показали. Наверное, вы несколько раз наблюдали, как Дмитрий Георгиевич, председатель Народного собрания, у себя в кабинете приглашал ГРТ и давал им интервью. То есть некая барщина такая, да, ему даже лень пойти на ГРТ. И поэтому вот это отношение власти Гагаузии к ГРТ как к обслуге некой, вот это должно уйти. И вы очень правильно сказали про перезагрузку, но перезагрузка должна начинаться с политики. Как только мы признаем свои ошибки, все, что связано с Шором, тогда начнется обновление на ГРТ. И один маленький момент по ГРТ. Сказали Надежда Георгиевна про штрафы, которые сейчас люди массово платят в Гагаузии. А тогда, если бы ГРТ просто сделала плюрализм мнений, совсем другая была ситуация. Я маленькое напоминание сделаю. Тогда Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Москва, договор с банком. Идите, люди, пишите заявление, получайте, мы вам хотим помочь выжить. Только 2 коллег на Народном собрании встали и сказали, что это соглашение незаконно, потому что оно должно было быть согласовано с Министерством иностранных дел Республики Молдова. Это закон, который гласит гагаузский закон, даже не национальный. Если бы это мнение хотя бы растиражировали и показали людям, чтобы люди хотя бы знали, что там есть проблема, что мы будем получать эти деньги, но, возможно, у нас будут санкции. Это было бы честно, открыто по отношению к людям, а так мы их завлекли вот там, где сейчас люди находятся, платят эти многотысячные штрафы. И вот в этом миссия ГРТ. Плюрализм мнений, а люди пусть уже принимают решения. Очень хорошее уточнение. О прямой обязанности журналистов, то есть они должны были, давая вот этот сюжет о том, что это законно, вернее о том, что будут такие выплаты, журналист за кадром должен был сказать, что однако данные выплаты не являются законными, противоречат закону. Это их обязанность, тут не плюрализм, это их прямая непосредственная обязанность информировать людей, потому что у нас люди, к сожалению, в глубинке, они все еще верят в средства массовой информации.
И, к сожалению, не все они обладают критическим мышлением. К сожалению, они не все способны сами рассуждать. И если такое сказали по телевизору, значит, это правда. То есть, если мы все увидели, что господин Константинов и Евгения Гуцул сказали, что люди, мы вам поможем, пожалуйста, подавайте свои личные данные, кстати, что уже является нарушением закона. А журналист был обязан сказать, что да, вы можете этим воспользоваться, вы можете принять, но вы будете соучастником нарушения закона. И все. И тогда мы могли бы говорить, что каждый несет личную ответственность, потому что, ну, авось меня пронесет, да, я вот пойду подам, окей, накажут, не накажут. Вот и все. Журналисты были обязаны это сделать. Спасибо, Ната. И сейчас мы хотели бы повести разговор от плюрализма мнений. Дезинформация, пропаганда, все эти слова стали, не знаю, мне кажется, наша общественность стала так часто их использовать, давая оценку каким-то вещам. И где-то уже люди учатся, как мне кажется, распознавать дезинформацию. Но здесь самая главная роль принадлежит, конечно же, общественному вещателю, потому что вещатель общественный должен помогать людям сказать о том, что вот это так, а это так. Вот есть такая точка зрения такая, но по закону вот так. И тогда человек, смотрящий этот экран изо дня на день, он будет формулировать какую-то свою точку зрения, свое отношение к этому. Среди нас сегодня есть участница, журналист, я очень рада, что она приняла наше приглашение, пришла в студию, которая совсем недавно, как Оксана напомнила, написала большой аналитический материал о ГРТ. Елена, я очень хочу, Елена Челак в нашей студии, я очень хочу, чтобы вы очень такой короткий, по такому содержательному материалу, который вы написали, очень коротко вот мнение о ГРТ через ракурс вашего вот этого взгляда на дезинформацию, на пропаганду и на законность, незаконность тех или иных действий журналистов. Да, спасибо. Больше будет не мнение, основанное на фактах, которые я выявила. В первую очередь хочу отметить, что после выхода расследования многие мне задавали вопросы, зачем ты это сделала, почему ты делаешь так, чтобы ГРТ закрыли, потому что есть много нарративов о том, что якобы ГРТ закроют, и ты способствуешь дополнительно этому. Так вот, зрителям, нашим жителям я хочу обратить внимание коротко на самые главные вещи, с чего я начала. Я проанализировала, что вещает ГРТ и что, в частности, публикуется на телеграм-канале ГРТ, потому что у них есть телеграм-канал. Те новости, которые они пишут на своем сайте, в том числе и транслируют на телевидении, там отсутствует полный контекст. Это, во-первых, в особенности, что касается Евгении Гуцул-Шора. Там никогда невозможно увидеть, за что осудили Шора, за что осудили Гуцул. Там мы только читаем о том, как пытаются ликвидировать автономию якобы через арест Гуцул. Изначально, кстати, были контексты, но когда пришел новый директор, их больше не стало. На телеграм-каналах постоянно ретранслируют, вернее, не ретранслируют, а постят какие-то публикации с таких порталов, не буду называть, которые уже были сайты заблокированы, но продолжают в телеграм-каналах. Они распространяют еще более жесткую дезинформацию, в том числе они развивают ненависть, способствуют развитию ненависти, критикуют, не критикуют, а даже нелестно отзываются о каких-то людях, очерняют их, и вот эти посты постоянно репостит ГРТ. Что происходит дальше на телевидении, что я обращала внимание? Да, там позволяют себе некоторые журналисты задавать так вопрос, чтобы человек уже понимал, как ему ответить. То есть не просто в отношении какой-то ситуации, а представили контекст и потом говорят, а что вы думаете, почему вот так произошло? Потом, почему нет плюрализма мнений, почему такая политическая ангажированность? Когда проследила вообще, как избирался директор, я обратила внимание на то, что он не владеет гагаузским языком. Когда его спросили на наблюдательном совете, вы говорите о Дерменджи Василии. Представьте свою биографию, он сказал, извините, если можно, я перейду на русский. Когда его спросили, какие ваши любимые программы, он сказал новости. Он не смог назвать ни одну программу, я предполагаю, что он их не смотрел. И когда он в своей сопроводительной документации написал план, как он собирается реформировать ГРТ и что привнести новое, было очень странно, потому что человек не может сказать о том, что написано в этой документации, и посмотреть, что до сих пор произошло, этого ничего не исполнено. То есть и с самого начала, если вернуться до того, как стал Дерменджи директором,
На тот момент еще глава наблюдательного совета Михаил Влах отправляется, встречается с Константиновым и с Ильей Узуном, который сейчас первый заместитель Башкана в Израиле, и они выходят пресс-релиз о том, что они говорят, как развивать автономию, какие привносить изменения. Якобы недавно спикер, уже не спикер, ушел в отставку, Дмитрий Константинов сказал, что в Израиле мы попросили Шора никакой политикой не заниматься. Но на самом деле в том же пресс-релизе видно, что они договорились, что они сформируют исполнительный комитет. Потом мы видели, что главный редактор, она сейчас является главным редактором, когда были выборы Башкана, она участвовала в избирательной кампании господина Петрова, который в итоге стал еще одним заместителем, Евгений Гуцул. И тут мы уже опять видим какую-то схему, которую изначально они готовили для того, чтобы прийти максимально близко, подойти к политикам, чтобы они могли управлять. И тот же Михаил Влах, который уже не глава наблюдательного совета, но советник Евгений Гуцул. И в наблюдательном совете, которые есть люди, представленные от политиков, например, тот же внук уже спикера Дмитрия Константинова. Внук? То есть... Внук, да. Дмитрий Кыса, внук Дмитрия Константинова. И другие лица, которые приближенные, кстати, когда хотели избрать еще 2 членов наблюдательного совета не так давно, я проанализировала, там был очень близкий друг, опять же, этого внука Константинова. То есть мы смотрим, насколько приближены или нет по фамилиям, являются ли родственниками или нет. Но те, кто знаком, тот знакомый знает, что это друзья, это товарищи, и опять же мы понимаем, что они хотели сделать. Так вот, я к чему хотела сказать, что на самом деле все глубже, и мне кажется, что постепенно заранее подбирают какие-то стратегии о том, как управлять. И что касается солидарности журналистов, еще когда я начинала работать давно, еще лет 7 назад в журналистике, я заметила, как на одном из мероприятий представитель пресс-службы исполкома, там была официальная делегация, спрашивал журналистов, в том числе УГРТ и другие журналисты были, какие вы будете задавать вопросы, покажите мне, если у вас написано, я выберу, что вы можете задать. Понимаете, очень мало времени, и он стоял и договаривает журналисты, даже некоторые спорили о том, что давай сегодня я этот вопрос задам, а ты этот вопрос задашь. И в прошлом году, когда был митинг в Камрате, прошоровский, естественно, тоже Михаил Влах, который уже советник Башкана, он подсказывал журналистам уже других порталов, которые тоже аффилированы другим политическим лицам, которые власти, о том, вот подойди-ка к тому и задай вопрос, сделаешь хороший материал. Эффективный менеджер. У меня на глазах, к сожалению, не успела снять, но это продолжается, было и остается таким. В общем, с плюрализмом дела обстоят на ГРТ? Дела обстоят очень плохо, вернее, плюрализма нет. Если мы не видим даже контекста, плюрализм, понятно, если нет одного мнения другого, мы спорим, насколько должно быть 2 гостя и 1 с отличным мнением, или 2 на 2 с разным мнением, то там просто-напросто нет контекста полного, что соответствует и должно быть для того, чтобы мы полностью поняли суть. Потому что, может быть, если даже не будет какой-то новости мнения экспертов, а это просто короткая новость, если там полный контекст, то мы все равно поймем информацию такой, какая она должна быть. Но этого не происходит. У нас есть сюжет. Мы его дадим? Ну, давайте вначале посмотрим сюжет, а потом уже поговорим про гагаузский язык. Her birisinde var kendi zanaatını, kendi cevap algısı onlar götürürler. Ama dilim unutma hani biz Gagauzya Radyo Televizyon'un Cümle Kampanyası tek kampanya dünyada hangisi 24 saat laf eder Gagauz dilinde. Umutlayacağız hani tadı işleyeceğiz. Bizim var bir örnek Zineda Mikhailовна. O her zaman Gagauz dilinde bizimle laf eder. Her bir lafı bilir. Onda her taraftan var sözlük. O öyle bir interesli jurnalist. Söyle Zinaida. Sen kaç bizimle hani GRT Cümle Kampanyası ilerler Gagauz dilini? Kayılım.
Göründüğü gibi Irina Karaman. Hangisi geçti şimdi bizimle Gagavuz dilinde laf etmeye açan. Bizim Sen yanımızda oturursun da gülersin. Bir şey söyleyeceğim. Tatyana Leonidovna açan geldi. O da Gagavuz dilinde laf etmedi. Yazma. O ilk bir insan hangisi döndü Gagavuz diline, bir de sen ikinci. Bu en önemli, hani bizim yanımızda insanlar dönerken laf etmeye Gagavuz dilinde. O zaman biz onu dağıtacağız cümlenin içine de. Ben pek isteyebilirdim Gagavuz dilini. Benim yöneticim oturur bizim kompanyasında Svetlana Dimitroglu. 10 binde vardı Gagavuz dilinde. Açan ben bitirdim okulu. Ama sonra laf etmedim. Evde laf ederdik ama dışarıda laf etmedik. Hem birkaç kere benim adam gülerdi benden. Da sonra ben laf etmedim. Şunu söyleyeceğim, sen bilirsin bizim kolektifimizde biz diyeceğiz sana bir komanda gemide. Gemide yok kana diyeceğiz kapitan. O zaman gemi doğru yoldan gitmiyor. Bizde de var diyeceğiz, şimdi dedik Valentin Danilna ama yok önce söylemeyelim Vasil Vasiliç'inde. Çünkü o bizim başımız. O götürür bizim gemiyi Valentin Danilna'nın bile. Onun için o bir bu iki... Zinaida Mikhailовna ama bu Anladım baş redaktorda. ama şimdi söylemezdik, onun için de küstüreceğiz biraz. Onun için isterim söylemeye, hani onlar iki kişi Anglılar götürürler bizim gemiyi diyeceğiz. Senim Tatyana Leonidovna onların yardımcıları. Onun için açan komandanın yolbaşı işte gitmiyor. Onun için o diyeceğiz басня. Как бы оркестр не садился, а музыка все и не шла. Знаете, я не знаю, как всем гагаузоговорящим в этой студии, мне было и неудобно, и стыдно. И самое главное, что коллеги-журналисты обсуждают 18-летие ГРТ. А 18-летие общественная компания ГРТ праздновала вот 29 октября. И в сюжете очень коротко для наших экспертов, которые не поняли гагаузского языка, журналисты компании говорят: спасибо большое, что у нас есть люди, которые заговорили на гагаузском. О качестве гагаузского языка мы спросим у Лены Федоровны. Но и благодарят свое руководство, потому что капитан корабля ведет правильно ГРТ дословно, и поэтому ГРТ идет в правильном направлении. Возникает вопрос. Журналисты компании понимают, что компания работает правильно. Мы с вами тут сидящие говорим о том, что есть очень много разных претензий, проблем, над которыми надо работать. Но вот эта передача длилась час, но ни в этом куске, ни в других кусках нет никаких критичных замечаний к себе. И Александр Григорьевич, наверное, один из немногих депутатов Народного собрания Гагаузии, который всегда говорит о том, что, и я с вами полностью согласна, какие-то изменения в любом деле, в человеке начинаются тогда, когда он критично начинает относиться к тому, что он делает и что вокруг него происходит. Лена Федоровна, но самое главное в этом сюжете, и почему мы с Сергеем его отобрали, гагаузский язык, его качество и гагаузский язык вообще в работе общественной компании ГРТ. Вы знаете, сегодня мы говорили о ГРТ и говорили о той миссии, которую имеет эта компания на территории автономии. Мы говорили о том, что информацию они должны предоставлять правдиво, информацию они должны давать разносторонне, чтобы это была площадка для того, чтобы на территории ГРТ звучали самые разные мнения, и чтобы слушатель мог делать определенные выводы. Но есть еще одна миссия, и она, на мой взгляд, тоже очень и очень важная. Как-то, мне кажется, даже, Ксения Федоровна, вы рассказывали историю о том, что вы побывали на ТРТ в Турции. И там очень пожилой сотрудница этого канала стала рассказывать о том, что когда только стало становиться телевидение в Турции, именно ведущие турецкого телевидения стали теми людьми, которые показывали, как нужно правильно говорить на турецком языке. Появлялись новые слова, и из уст журналистов, из уст ведущих этих передач люди усваивали и учились правильно говорить на турецком языке. Если мы говорим о нашей автономии, то у нас ситуация, наверное, такая же. Почему? Потому что пожилое и взрослое население нашей Гагаузии,
Они не знают те новые слова и термины, которые сейчас входят в обиход, а их очень много, потому что гагаузский язык из языка семьи перерос, пытается перерасти в язык, который будет использоваться на уровне Народного собрания Гагаузии, на уровне Башкана, на уровне всех структур и всех сфер жизнедеятельности автономии. И вот когда формируется этот язык, именно журналисты своим примером, они являются единственной инстанцией, которая может дать пример, как говорить на гагаузском языке в разных сферах жизнедеятельности региона. Для молодых мам, пап, которые сегодня, к сожалению, со своими детьми не говорят на гагаузском языке, это тоже пример того, что гагаузский язык богат, его можно использовать в разных сферах, что не надо говорить о том, что нам не хватает слов или нам не хватает чего-то для того, чтобы свои мысли высказывать на родном языке. И вот этот фрагмент, он очень показателен. Он показателен, как сказал Даниил Воде в передаче «Единомышленники», как не должно быть. Наверное, на ГРТ, я не знаю, я не журналист этой общественной компании, наверное, есть люди, которые следят за тем продуктом, который готовит общественная компания. Такой продукт, такого качества, с таким уровнем владения гагаузским языком нельзя выпускать в эфир. Это преступно и по отношению к тем финансам, которые таким образом расходуются, преступно по отношению к тем людям, которые выплачивают свои налоги для того, чтобы формировать, и в том числе бюджет этой компании. Это преступно по отношению к гагаузскому языку. Он должен звучать достойно и должен являться и быть примером для подражания. Это моя позиция. И если можно, мы с Сергеем решили по этому сюжету ограничиться только комментарием Лены Федоровны, как гагаузоведа, знающего гагаузский язык, и потом это все-таки наша внутренняя тут проблема гагаузов, и мы не будем наших экспертов, не понимающих гагаузского языка, томить этим, но в продолжении господин Бундуки... Не обязательно томить нас. Дело в том, что ГРТ должно быть эталоном грамотного гагаузского языка. И принимать на работу журналистов, которые проходят через этот тест на знание грамотного гагаузского. И это само собой разумеется. Почему происходит по-другому? И потом праздновать 18-летие – это хорошо пригласить тех, которых ты обслуживаешь. Пускай народ дает оценку, как мы его любим, что предоставляем вот столько-то передач, таких новостей и так далее. А собраться и хвалить друг друга – это нет… Это очень правильная редакционная политика. Я бы хотел добавить, что мне кажется, что тут есть поле деятельности для того же наблюдательного совета. Я знаю, что Координационный совет по телевидению и радио, допустим, делает изредка мониторинги относительно правильного румынского языка на телевидении. Почему наблюдательный совет ГРТ не может заняться этой проблемой? Опять же, не понимая гагаузский язык, я не могу делать выводы относительно качества, но я могу делать выводы относительно другого, относительно того, как, и он Бундуки об этом говорил, как они понимают свою миссию, потому что одна из миссий ГРТ как раз является продвижение гагаузского языка, да, что по большому счету не исключается. Да, абсолютно. Да, пожалуйста. С точки зрения нас как регулятора, господин Бундуки один из соавторов кодекса аудиовизуального, и там заложены определенные нормы по языкам, в том числе румынский государственный язык. И что касается регионов, где преобладает какой-то язык, есть возможность, и закон поощряет это право создавать программы именно на родном языке, на том языке, на котором говорят в регионах. Петру совершенно правильно заметил, что это, опять же, законодательное положение, но это очень важная вещь. Мы делаем мониторинги, они скорее консультативного такого характера, они не несут каких-то серьезных санкций,
но мониторинги о том, насколько правильно говорят на румынском языке. Ну, это требование закона. Я думаю, что именно в консультативном плане какие-то не контроли, мониторинги были бы очень полезны. Но вопрос сейчас заключается в том, где повышать уровень гагаузского языка у телеведущих, у журналистов. Я не знаю, как здесь обстоит дело. Ну, вы Кстати, знаете, очень интересный вопрос. Да, вот есть опять же поле для действий и для вопросов одновременно к наблюдательному совету, потому что я ни разу не слышала, чтобы наблюдательный совет, во-первых, я не могла найти сайт, на котором есть абсолютно все заседания, все решения наблюдательного совета. И я ни разу не слышала, чтобы давалась оценка или анализировалась, если уж не давалась оценка, качества гагаузского языка, звучащего в эфире там, радио и ГРТ. Я не видела такого, но я понимаю, что по духу законы предполагают, что наблюдательный совет именно такими вещами и должен заниматься для того, чтобы обеспечить качественную работу общественной телерадиовещательной организации. Вы знаете, давайте продолжить. Я понимаю, что мы, возможно, устали, но у нас есть еще несколько вопросов, и позвольте нам все-таки их тоже здесь обсудить. Очень важно для обсуждения темы ГРТ. Господин Бундуки, я однажды давно вычитала вашу мысль. Это, по-моему, вместе с Алиной Радо, Зиарул Дигарде, вы давали интервью одному изданию, вы сказали: журналист – жертва или действующее лицо манипуляции. Я настолько хорошо запомнила эту мысль, и недавно, когда мы с Сергеем подбирали материалы, которые могут быть основанием для обсуждения в студии, мы подобрали один материал, давайте его посмотрим, и я попросили бы вас вот сказать, журналист – это вот, как вами было сказано, жертва или действующее лицо манипуляции? Это тот самый материал, ребята помогают и выдали ваш материал, который был обозначен, назван вашей цитатой. И у нас есть один сюжет, опять же, сюжет из деятельности общественной компании ГРТ. Давайте его вместе посмотрим. Друзья, а зрителям я напоминаю, что Гагаuz Медиа, подписывайтесь на наш канал, смотрите, это ток-шоу Freedom Life. Мы находимся в прямом эфире. За вами наблюдают не только говорим на русском языке, который понятен и нам, и вам. Мы же живем в Республике Молдова. На каком основании с автобуса нашего, который принадлежит общественной вещательной ГРТ, и который куплен на деньги жителей нашей автономии, сняты государственные номера? Представьтесь для начала. На русском, пожалуйста, наши телезрители не поймут вас, пожалуйста. Говорим на русском языке, вы прекрасно им владеете. Шиной тот cunosc limba de stat, dar avem cetățenii care nu știu limba română și cu mare plăcere vorbesc la limba rusă. Pentru cei care nu cunosc limba română, pentru cei ce nu cunosc limba română, este interpret traducător. Как вы не знаете limba rusă? Мы же учимся. Este interpret traducător. На каком основании? Ими были нарушены какие-то, например, правонарушения? Да. Какие именно? Este reutilat sistemul de iluminare, prin amplasarea dispozitivelor de iluminare în locuri contraindicate. Это что значит? Теперь на русском мне скажите. Dumneavoastră, auziți mesajele mele care Вы понимаете русский язык? Да, я А не как вы понимаю. объяснили нашим, например, водителям, нашим работникам, на каком основании вы сейчас у них сняли государственные номера? Înțelegem absolut și limba rusă, și limba engleză, și alte limbi. Хорошо, вот как вы нашему водителю Dacă o să fie объяснили? nevoie. La moment ne aflăm în teritoriul Republicii Moldova, în care vorbim limba de stat. Mi-ați acordat careva întrebări, eu v-am răspuns. Вы Sunteți теперь mulțumit de объясните răspunsurile mele? людям, которые в прямом эфире, а там очень большое Нет. количество Да. лиц, которые не знают. Я вам еще раз объясняю. Мы друг друга Как понимаем. вас Меня зовут Ирина. Пожалуйста, на русском Doamna языке Irina, объясните людям. doamna Irina, мне нечего никому объяснять. Я объяснил водителю. Ну, а теперь нужно будет прокомментировать. И господин Бундуки. Жертва ли, не жертва? Дело в том, что у журналиста очень сильное оружие, да? Микрофон, слово, камера. И все зависит от того, что ты будешь делать с этим оружием. Если хочешь делать зло, будешь делать зло и большое.
если захочет, чтобы эта журналистка пошла во благо, пойдет во благо. Есть журналисты-шантажисты. Есть журналисты, которые из мухи делают слона. Ну вот один пример. Да? Любой человек имеет право ответить на том языке, на котором он понимает или говорит. Другое дело, что журналист для того, чтобы вся аудитория поняла, может это перевести или может это субтитрировать. Да? Вот это нормальный подход журналиста. А когда из этого делаешь скандал, политический скандал, это уже не журналистика, это псевдожурналистика, если не сказать хуже. Поэтому... А есть ли в этом сюжете манипуляция? И почему я попросила вас комментировать сквозь призму вашей мысли? Журналист – жертва, либо действующее лицо этой манипуляции? Действующее лицо, естественно, в данном случае, потому что он манипулирует. Журналист – автор манипуляции, потому что вы спрашивали о технике манипуляции, это явная манипуляция общественным мнением, пытаясь перевернуть стрелки, да, с одной проблемы, нарушение закона, согласно которому вот этот полицейский собирался изъять номера, насколько я понимаю, потому что мы так и не поняли, о чем идет речь, она сознательно пыталась перевести это в русло этой проблематики румынский язык versus русский язык, хотя она вполне и доказала, что понимает, могла бы перевести, соответственно, для своей аудитории. Ну, я думаю, здесь почему-то два в одном. Была задача... Да, она однозначно она хотела спровоцировать искусственно. Но смотрите, а ведь конечный результат этого сюжета смотрят люди. Я всегда, и мы должны это делать, ставить себя на место того человека, который принимает эту информацию. То есть такую агрессию, которую несет этот сюжет, эта агрессия сеется теперь в каждый дом. У каждого экрана сидит 5, 10, 15 тысяч, а этот сюжет посмотрели, допустим, 40 тысяч гагаузов, жителей гагаузской автономии, да, вот все 40 тысяч прониклись вот этой агрессией, которую нужно однозначно проявлять к полицейским, я не знаю, там еще кому, к людям, которые говорят на государственном языке. Я говорю вот о чем. Но, Дима, да, пожалуйста. Да, хотела отметить, что, на мой взгляд, здесь мы видим, что ведущая и жертва манипуляции, и автор манипуляции. С какой стороны жертва? Это жертва политической манипуляции. Мы видим, что на нее оказывается воздействие со стороны политиков, и тот нарратив, который она продвигает, в том числе русский язык или не румынский язык, владеем, не владеем, почему вы не говорите на таком языке, почему вы сняли номера, которые зарегистрированы именно в Гагаузии. То есть там повторяется автономия, там повторяется язык. И вот эти вот все нарративы, которые продвигаются об ущемлении автономии, она как будто пропагандирует, даже хотя об этом не говорит, но мы можем это понять, кто постоянно читает эти новости и нарративы, мы это уже чувствуем. А автор манипуляции, то, что она предоставляет, опять же, искаженную версию происходящего, и о том, что якобы не хотят здесь говорить на русском, что ущемляет русскоязычных, в частности, то, что и находила на просторах ГРТ в некоторых программах. Да, и тональность какая, да, допрос. Бывают такие журналисты, что устраивают допрос. Почему-то им кажется, что раз у меня камера... Это неправильно? Журналист не прокурор, не судья. Журналист. Не может он кого-то допрашивать, не может он кого-то заранее считать кого-то виновным или преступником. Не может, если он журналист. Но такие примеры сплошь и рядом. Ну, я думаю, что многие в автономии сказали, что она большая молодец. И правильно, потому что каждый из нас воспринимает информацию по-своему. И очень хорошо, что воспринимаем все по-разному. Другое дело, когда журналистика используется в целях манипуляции или информации, или в неблагих целях. А вот если это самый плохой, потому что определение журналиста – это тот, который сначала собирает и проверяет сначала информацию, потом выдает.
проверяет, чем отличается журналистика от соцсетей. В соцсетях никто не проверяет информацию на правдивость, на достоверность. Журналистика, вот это такая профессия. Сегодня, видите, все почему-то считают, что знают больше, чем журналисты, и должны обязательно учить журналиста, как работать, в том числе политики или чаще всего политики. Представьте себе, что политик советует строителю, как построить дом, с фундамента или с крыши. А вот в журналистике это очень даже легко делается. Ну, на мой взгляд, приходим на ГРТ и говорим, что «а я хочу участвовать в передаче». Но есть же такое понятие, как ведущий программы. Человек, который читает материал, который ему подготовили журналисты. Но есть и журналист-ведущий, который и ведет передачу, и анализирует какие-то темы. Давайте поговорим еще, знаете, о предвыборных дебатах. Это последнее, что мы хотим с вами тут обсудить. Почему? Потому что и мой вопрос сейчас господину Маковею и господину Михалевскому. Скажите, пожалуйста, по обыкновению из вашего опыта, или как это должно быть правильно, или скорее из вашего опыта, то или иное издание, СМИ, телевидение, радио, кому доверяют вести предвыборные дебаты? То есть это самые подготовленные журналисты или как? Вот, но насколько важно дебаты на общественном телевидении маркировать как самое главное событие, ну, потому что, как мне кажется, оно адресовано избирателям. Есть ваш ответ? Это самая сложная, одна из самых сложных задач для телевидения – организовать хорошие дебаты, найти людей, ведущего, который обеспечит хорошие, качественные дебаты. Качество дебатов – это проблема на национальном уровне, это не только в регионах, это общая проблема, потому что очень тяжело найти, как я сказал, людей, которые могут обеспечить достойный уровень дебатов. Потому что дебаты – это не трансляция просто месседжей. Задача журналиста – создавать вот этот баланс, эту интересную дискуссию. Он не должен просто слушать. Если он слышит, что звучит ложь, или звучит какое-то дискриминационное высказывание, его обязанность вмешаться и отмежеваться от этих высказываний. ГРТ получила санкции в обеих избирательных кампаниях последнего времени. Это даже в 3 получается, потому что в прошлом году у нас было 2 избирательные кампании президентские по референдуму. Да. И сейчас во время парламентских выборов. В том числе и по качеству программ именно в формате ток-шоу, и в том числе дебатов. Мы констатировали в наших мониторинговых отчетах, что если говорить о новостях, то было поверхностное освещение выборов. Это тоже к вопросу о миссии общественного вещателя, который должен не просто информировать, он должен не просто беспристрастно, а исчерпывающе, всесторонне. Не замалчивать, не обходить какие-то острые углы, а говорить о них. Но говорить так, чтобы все точки зрения были представлены. Чтобы, как сказала Елена, был контекст, была качественно проработанная информация. Есть стандарты и для дебатов, абсолютно ясные, четко прописанные в законе, что можно, чего нельзя. Но опять же, как качественно провести дебаты, это зависит от того, кого вы ставите проводить эти дебаты, в каком формате вы проводите. С этим большая проблема, к сожалению. И я хочу еще один момент отметить. Это то, что роль региональной компании, вещателя, попала и в отчеты международных организаций по выборам. Если вы возьмете отчет ОБСЕ, ОДИР, если вы возьмете отчет ЭНЕМА, это также организация международная, которая мониторила выборы, там в обоих случаях сказано о ГРТ и сказано о проблемах. Формальное освещение в новостях и предвзятое освещение, особенно в информационных программах. Дебаты, там может быть ситуация несколько лучше, но опять же, это, на мой взгляд, региональный вещатель не справился со своей миссией освещения выборов всесторонне, качественно, профессионально. К сожалению, это подтвердили наши мониторинговые отчеты и то, что говорят международные структуры. Что можно менять, ну, пусть эксперты скажут.
Да. Я просто абсолютно уверен, что, отвечая на ваш вопрос, самому подготовленному журналисту, лучшему журналисту телекомпании нужно представлять эту миссию, чтобы он проводил дебат. Человеку, которому есть доверие со стороны аудитории. Со стороны аудитории? Да, или со стороны руководства? Было бы идеально, если бы это было совмещено. Потому что именно вот этот период, как бы, и тот факт, как взаимодействует ведущий с участниками, которые являются представителями политических партий, однозначно нацелены на то, чтобы манипулировать общественным мнением. Неважно, это правящая партия, это оппозиция, они хотят, чтобы за них проголосовали. Они могут столько наобещать, в том числе наврать студии, потому что и важно, чтобы журналист был очень хорошо подготовлен. К сожалению, у нас есть два типа модераторов дебатов. Это есть манекены, которые в некоторых случаях, они просто там сидят и задают вопросы, даже не слушают, что отвечают эти самые участники, и заканчивают эти самые дебаты. А и есть журналисты, которые являются участниками каких-то схем, для того, чтобы на этих дебатах, направить эти дебаты в какое-то русло. Но у нас есть, мы подготовили сюжет, он как раз предвыборные дебаты ГРТ, и я попрошу нашего режиссера дать два сюжета друг за дружкой. То есть это будут предвыборные дебаты на ГРТ, а затем тот журналист, который участвовала в одном из акций в Москве. Давайте посмотрим. Здравствуйте, вы смотрите ГРТ, и у нас настало время дебатов. Предвыборные дебаты проводятся в период предвыборной кампании выборов в парламент, которые, как известно, состоятся 28 сентября. Сегодняшние дебаты пройдут на русском языке, но если один из конкурентов пожелает в какой-то период перейти на государственный язык или отвечать на государственном языке, у вас также есть такое право. Далее, с 15 сентября на общественном канале ГРТ мы уже проводим эти дебаты, и к нам пришло уже достаточно большое количество конкурентов. И согласно сегодня для участия в программе, согласно жеребьевке, был заявлен ряд кандидатов. Поем мы неплохо, но потому что дирижируют нами. Я сказала великолепно. Плохо, но потому что вы нами хорошо дирижируете. Им не нужны обычные человеческие чувства, такие как дружба. То есть им ничего не нужно, им нужно все то, на чем строилось наше общество в советское время. Но им просто не нужно. И они начинают тупо за жвачки это покупать. Приходят, раздают и покупают. И потом такие страны, как Молдова, оказываются, вот как сегодня, вассалами и рабами западных режимов. Я, как сказать, капиталист, человек из бизнеса, абсолютно нацеленный на заработок денег. Ну, вот такой сюжет. Это последняя часть нашей дискуссии, и поскольку предвыборные дебаты, как чуть выше сказали наши эксперты, это очень важный инструмент для выборной кампании, и он в первую очередь важен не столько для политиков, может быть, сколько он важен для избирателя, потому что избирателю должна быть предоставлена очень четкая картина того, кто перед ними стоит, как этот человек видит ту работу, на которую он баллотируется, что от этого может получить тот гражданин, который примет решение за него проголосовать. Вот мы видим, что общественная телерадиокомпания ГРТ, мы не говорим сейчас о тех контрактах, о которых в Гагаузском обществе говорили, что два человека, журналиста, ведут из Кишинева свои передачи, даже их 3, по-моему, ведут из Кишинева свои передачи, они получают деньги бюджета налогоплательщиков Гагаузии, телерадио Гагаузии, и они делают передачи, в их студии приходят какие-то люди, которые совсем неизвестны гагаузам, которых не понимают и не знают, о чем они там говорят. Но деньги бюджета компании расходуются в том числе на содержание этих журналистов. Мы с Сергеем решили этот сюжет предложить обсуждению, потому что человек, которому гагаузское телевидение поручило вести дебаты, она же является участником той самой в Евразии, в Москве, той самой встречи с господином Шором. У меня вопрос к экспертам. О чем это говорит? И возможно ли это?
И что должно было быть за это, ГРТ? Вот когда сказал господин Маковей, что ведущему должна верить аудитория. Да? Доверять. И если такому ведущему верит аудитория, то значит руководство правильно выбрало ведущую, да? Смотря какие цели были преследованы. Потому что, в принципе, если замешан в выборах, журналист не имеет права не только вести дебаты, вообще работать как журналист на период, пока он занимается выборами. Опять-таки, потому что журналисту должны доверять, или журналисту должны верить. Если журналист занимается политикой и приходит и ведет выборы, ведет дебаты, какое доверие может быть такому журналисту? То, что мы наблюдаем, это отсутствие редакционной политики. Я полагаю, что та декларация о редакционной политике во время выборов была формальной. На самом деле преследовалась другая цель, абсолютно. И почему я так говорю и думаю, что я прав? Потому что мы тоже мониторили, как были освещены выборы на многих телевидениях. И то, что наблюдали на ГРТ в новостях, почти на протяжении всего предвыборного периода не было конфликтных новостей. То есть все, либо не было таких тем, которые присутствовали в новостях других телевидений. Это опять манипуляция умалчиванием. Да? Умалчиванием. У нас нет таких тем, у нас нет таких проблем, у нас все хорошо. Да? Поэтому вместо того, чтобы такие дебаты показали, кто есть кто, чтобы сделать информированный выбор, просто еще раз нам говорят, что этот хороший, а этот не совсем хороший. Это однозначно попытка манипулирования и давления на общественное мнение, потому что это далеко не общественный интерес, согласитесь. Все, что вы показали, это попытка еще раз, в очередной раз показать обществу, что вот Шор у нас человек, который заботится обо всем, а все остальные этого не делают. Тот факт, вопиющий факт того участия журналистов, некоторые из которых были даже кандидатами на выборах той же партии Шор, она ведет дебаты на ГРТ. Или другие люди, о которых все молдавское общество знает, что это поборники, пропагандисты каких-то других идей, конкретных партий, они являются ведущими ток-шоу, которые идут на ГРТ. Мой вопрос именно этому и был посвящен, то есть как это возможно, возможно ли, кто должен тут отреагировать? Надо отдать должное и сказать, что запись мероприятия в Москве, это, конечно, ранняя запись, и дебаты были потом, но сам факт, что журналист является участником мероприятий, которые... Вопрос к учредителю. Ему это нравится. Вопрос учредителю. Александр Григорьевич Тарнавский. Нравится, что пропагандисты ведут передачи на ГРТ и не из Гагаузии. Да? Наблюдательному совету это нравится. Генеральному директору это нравится. А народу это нравится? Вот Народному собранию не нравится. Но я надеюсь, что, потому что у нас же было заявление господина Константинова относительно того, что он потребовал у ГРТ отчета. После визита Мустяцы он потребовал. Да. По-моему, 10 ноября все поверили в это? Было продолжение, кто-то представлял какой-то отчет, видел кто-то отчет ГРТ Александр Григорьевич, для Народного собрания. К вам. Александр Григорьевич, вы как единственный представитель Народного собрания, все вопросы по Народного собрания будут вам. Народного собрания, которое после того, как
Кишинев написал о тех проблемах, которые есть в ГРТ, направил наблюдательному совету этот отчет, чтобы они представили свой отчет. То есть какая-то схоластика, понимаете? Когда мы говорили в Народном собрании, что есть списки черные, что не допускают к эфиру тех, кто критикует Шора, Народное собрание делает вид, что все хорошо. Им надо было, чтобы с Кишинева пришел документ, что в ГРТ есть проблемы. Просто лицемерие. Да, Наталья, очень коротко мы тут завершаемся, и если есть у каждого из вас желание высказать 30 секунд каждому, пожалуйста, мы готовы буквально представить. одну реплику. Я хочу сказать, что ГРТ, по-моему, считает, что у нас все население глупое, хотя это далеко не так. На самом деле население в большинстве своем прекрасно делает разницу между журналистами и пропагандистами. То есть, когда Бельченкова становится в кадр и говорит о чем-то, о чем кажется правильным говорить по курсу исполкома или определенной части Народного собрания, есть люди, которые понимают, что это не есть журналистика. И мне хочется акцентировать внимание на том, что они не могут себе позволить этого делать, но они это делают, они позволяют. И вот реплика в сторону Дениса, его замечания, то есть это обязанность наблюдательного совета контролировать работу журналистов, потому что если наблюдательный совет не скажет, что, послушайте, вы отошли от деонтологического кодекса, вы делаете что-то не так, вы уже не являетесь журналистами, нам за вас стыдно, вы позорите регион, вы съедаете бюджет, вы делаете что-то, что просто стыдно и смешно, ну потому что люди не глупые, люди по ту сторону экрана не дураки, они смотрят, они смеются. Вот мы сейчас смотрели эти сюжеты, мы что делали в студии? Мы смеялись. И разве это хорошо, когда общественная телерадиокомпания регионально вызывает смех, ведь ее же не только здесь смотрят. И это ответственность наблюдательного совета, а потом уже и Народного собрания. Но к нынешнему мы не можем предъявлять претензии за отсутствие контроля, потому что ситуацию все знают. Спасибо. Это было очень интересно. Да, я бы хотел заострить ваше внимание на том, что, в принципе, мы начинали говорить о том, как было захвачено ГРТ. Тот факт, что это случилось за очень короткий промежуток времени. Да. Он означает, что в Гагаузии есть очень много слабых звеньев. И я согласен, что основная вина лежит на Народном собрании. Но тот факт, что захват ГРТ произошел очень быстро со стороны этой группировки, свидетельствует о том, что демократические институты в Гагаузии не работают. И нужно думать очень серьезно гагаузскому обществу на том, как усилить эти институты для того, чтобы не разрешить, чтобы в дальнейшем эта ситуация может повториться. Мы с вами еще не вышли из этого захвата, но такая же ровно ситуация может случиться с другим каким-то олигархом, который захочет в определенный момент что-то там устроить, какую-то здесь бучку. Ну, смотрите, мы говорим о захваченном телевидении, говорим о захваченной Гагаузии, есть и такие мнения. Но если мы не можем сегодня захваченное телевидение вернуть обратно себе, то что говорить о Гагаузии? Может быть, стоит начать вот с того, что принадлежит действительно народу, потому что содержится на деньги налогоплательщика. Да, Александр Григорьевич, пожалуйста. Очень коротко. Не Гагаузия только уязвима, уязвима наша страна. Если бы не сняли партию Шор с выборов местных, то мы вообще не знаем, в каком мы государстве бы оказались. Поэтому из того, что мы сегодня много говорим, тут есть очень большая доля ответственности государственных органов власти, особенно в сфере правопорядка. Тут настоящая преступность и криминал. Поэтому, когда мы апеллируем к журналистам, к другим представителям профессии, очень важно сказать, что здесь идет криминальная война. И это нужно было государству предотвратить, превенировать. Поэтому тут не все так просто. Это не этническая проблема, захват общественного телевидения ГРТ. Это проблема нашего общества, которое живет бедно, и вот такие манипуляторы и преступники очень легко сюда приходят с большими деньгами и делают то, что они делали на наших глазах. Аната Кирилловская. Я наблюдала, слушала внимательно и все время задавалась вопросом первопричина. Почему это происходит? Ну, у меня такой образ возник, что 18 лет – это молодой человек, который вот вступил в совершеннолетие. И для того, чтобы ему жить, ему нужно питаться, ему нужно двигаться, ему нужно обучаться. И все эти функции организма, существует система. У нас мы не руководим этой системой, происходит это движение, рост,
наше дыхание, выделение. Это все происходит естественным образом. Но так получается, что ГРТ – это организм, который подчиняется системе, и эта система – закон. Закон, который был принят в 2016 году о телерадиовещании. И этот закон, он пагубно влияет на ГРТ, и невозможно выжить этому организму, если этот закон будет продолжать быть, и зависимость телевидения и радио от политических каких-то предпочтений. Ну, все это следствие, ну вот, допустим, пропаганда – это следствие, манипуляция – это следствие, зависимость журналистов от происходящих моментов – это все следствие, некомпетентность следствия. Наблюдательный совет – это тоже следствие этого закона. И, на мой взгляд, нужно разобраться с этой первой причиной для того, чтобы помочь обществу, чтобы оно могло иметь свое радио и телевидение. Возникает только желание, Александр Григорьевич, предложить вам, или возможно ли это вообще, пусть скажут эксперты, и в том числе Александр Григорьевич, возможно ли, чтобы депутаты Народного собрания Гагаузии как минимум вернулись к тому закону, который был принят Народным собранием, большинством голосов, по-моему, 28 человек голосовали за него, но не промульгировала Башкан. К этому закону можно вернуться? Там есть очень много интересного, полезного, и самое главное, этот закон обеспечит финансовую независимость общественной телерадиокомпании. Законы принимать не могут, мандат истек. Но в принципе... Конечно, в принципе, с юридической точки зрения это вполне возможно. Главное, чтобы пришли другие люди, которые видят в том, что Камрад может развиваться только в диалоге, сотрудничестве с Кишиневым, которые понимают, что Гагаузия без родного языка ее просто не будет, которые начнут понимать, что деньги просто так – это коррупция. То есть эти вещи сперва надо на эти ответить, а потом можно говорить о том, чтобы строить независимое телевидение, развитую Гагаузию и остальные важные вещи. Да, и очень важно, что журналисты сами должны хотеть, чтобы был принят другой закон, который в Гагаузии будет регулировать их деятельность. Да, потому что, в принципе, ГРТ, любая масс-медиа свободная может работать хорошо или плохо. Несвободная СМИ может работать только плохо. И если это поймут политики, будут принимать законы, которые обеспечивают или расширят свободу масс-медиа, если СМИ нужны обществу. Спасибо, уважаемые гости. Спасибо вам за ваше мнение, за ваши реплики, за ваши ответы на наши вопросы. Надеемся, вы еще не раз к нам придете в студию. Нам было очень приятно. Надеюсь, вам тоже понравился формат нашей сегодняшней передачи. Ну и подытожить я хотела бы тем, что, как мне кажется, каждый из вас сегодня, кто высказывал свою точку зрения, внес свою лепту в то, чтобы об этом говорить. То есть проблемы решаются, на мой взгляд, тогда, когда их проговаривают. Когда проговаривают и говорят о них с разных точек зрения. Когда есть какое-то общее место, где всем комфортно об этом сказать, и где четко прописаны правила, что мы ведем дискуссии, которые корректны, которые честны, где мы никого нет цели заморать, а есть цель спасти. И если мы способны, мы, общество гагаузское, способны дружелюбным тоном общения помочь спасти какие-то отдельные элементы нашей жизни. Это общественное телевидение и радио Гагаузии, а затем это народное собрание. А в целом Гагаузию, то тогда получается, что мы можем созидать. Я уверена. И думаю, что каждый из вас за созидание. В этой студии все темы мы будем обсуждать для того, чтобы попытаться помочь Гагаузии и нашей Молдове созидать что-то новое и двигаться вперед. Искренне благодарим вас. Ну и, друзья, зрители, которые смотрели первое ток-шоу, мы, Сергей Арнаут и Екатерина Жекова, просим всех вас подписаться обязательно, это очень-очень важно, рекомендовать это видео своим друзьям. Мы вам говорим спасибо огромное, до новых встреч, обязательно. У нас будет обязательно интересная тема, интересные эксперты, поэтому это длинная получилась дискуссия, но она важная. И все дискуссии будут длинные. И очень надеемся на то, что в этих длинных дискуссиях каждый из вас найдет рациональное зерно, которое поможет вам разобраться в том, что происходит по этой теме, почему, как и как на это реагировать. Оставайтесь с нами. Ну и, кстати, в комментариях можно будет написать, какую бы тему хотели обсудить следующей.